еще не в зале, заходите. У нас большая программа еще сейчас. Угу. Все, объявляю ближайший доклад. Тема сейчас – продвижение краеведческих ресурсов, продуктов и услуг. Первый доклад. Царегородцева Надежда Валерьевна, главный библиотекарь научно-методического отдела Национальной библиотеки имени Чевайна Республики Марий Эл. Продвижение электронных краеведческих ресурсов в муниципальных библиотеках Республики Марий Эл. Смотрим внимательно. Добрый день, уважаемые коллеги. Так, алло. Еще ближе. Так, я приехала из Республики Марий Эл. Коротко расскажу, что собой представляет наша республика, потому что многие из вас, может быть, даже и не знают, что есть такая республика Марий Эл, потому что наша республика очень маленькая. Она занимает всего территорию 23,4 тысячи квадратных километров, что является 72-м показателем среди всех республик нашей страны. Граничит она с Нижегородской, Кировской областью и Республика Татарстан. Столица нашей республики – город Йошкар-Ола. Республика насчитывает 17 муниципальных районов, на территории которых функционирует 288 библиотек. И обслуживают наши библиотеки около 345 тысяч пользователей. Но мы все, конечно, сегодня знаем, что деятельность современной библиотеки уже немыслима без создания собственных электронных краеведческих ресурсов. В нашей республике толчком к созданию электронных продуктов стали республиканские конкурсы «Мы живем в Марий Эл» и «Экология земли Марийской». Коротко о них. В ходе конкурса «Мы живем в Марий Эл» библиотеками республики были созданы электронные продукты, посвященные знаменательным датам – литературным, природным, местам территории, важным датам и событиям. Часть работ была посвящена людям, сыгравшим значительную роль в истории нашей республики. Это писатели, исследователи, почетные граждане, герои войны, герои труда. Конкурс этот обогатил новой актуальной информацией краеведческие страницы сайтов библиотек нашей республики. А следующий конкурс, республиканский, на лучший интернет-ресурс «Экология земли Марийской», сподвиг муниципальной библиотеки республики создать на своих сайтах эко-страницы, рассказывающие о природных памятниках Республики Марий Эл, экологических мероприятиях, проводимых в библиотеках, и эко-издания, оцифрованные документы по экологии нашей республики. Я сегодня остановлюсь на примерах Медведевской, Маркенской, Новотарьяльской, Аршанской, Советской муниципальных библиотечных систем. И коротко познакомлю вас, как обстоят дела в этом направлении у нас. Итак, Медведевская центральная библиотека – это одна из немногих библиотек, которая продвигает свои ресурсы краеведческие очень активно. Например, вот перед вами краеведческий интернет-ресурс «Память в камне и бронзе». Он представляет собой систематизированную информацию обо всех памятниках воинам, расположенных на территории Медведевского района, об участниках войны, живших и живущих на территории Медведевского района. Масштабной работой по созданию собственных краеведческих ресурсов в библиотеке Медведевской ЦБ занимаются более 5 лет. И за этот период собрана солидная цифровая коллекция опубликованных и неопубликованных документов. Это фотографии, видео, аудиоматериалы, рукописные альбомы и так далее. Формируется архив эксклюзивных и ценных документов историко-культурного наследия Медведевского района, который насчитывает уже более 1600 экземпляров и представлен на страницах блога «Мое Медведево». Данный краеведческий материал используется библиотекарями и краеведами района для работы создания электронных презентаций, виртуальных экскурсий, праздников, посвященных своему району.
Ведется также блог «Мое Медведево», который состоит из разделов «Достопримечательности», «Люди, которыми гордимся», «Медведевский район. Настоящее прошлое», «Фотогалерея», «Фотоистория», «Знаменитые люди села», «Наши ветераны», «Наши земляки на афганской войне». И любой пользователь библиотеки, библиотечного сайта может здесь найти необходимую информацию по истории своего района. В рамках Года экологии Медведевской центральной библиотекой создан электронный ресурс «Экологический вестник». Так, вот «Экологический вестник». Оцифрованные и систематизированные статьи из районных и республиканских периодических изданий, посвященные экологии и природным ресурсам не только района, но и республики. И подразделы «Экологического вестника» включают в себя библиографическое описание статей в порядке обратной хронологии. И при нажатии на ссылку названия статьи доступно скачивание полнотекстового документа. Это очень хорошо помогает ученикам, учителям, краеведам, не только библиотечным работникам. В Медведевской библиотеке также начата работа по созданию полнотекстовой базы сценариев библиотечных мероприятий, которых проводится очень много. И в настоящий момент сюда уже внесено 275 записей с прикрепленными к ним документами. Не менее интересная работа проводится и в Маркинской центральной библиотеке. Так, на сайте библиотеки в разделе «Краеведение» создана электронная краеведческая коллекция Маркинского района, которая состоит из 12 иллюстративных тематических блоков, аналогичных Медведевской библиотеке. Только тут дополнение такое, что в основном на территории Маркинского района проживает население Марии, которое, значит, исповедует языческую веру. Они проводят обряды, моления в рощах. Вот у них отдельный, как бы сказать, страничка, отдельная коллекция фотографий, где они проводят моления, где они встречаются. Очень много источников на территории Маркинского района, святых, где тоже посещают. Они очень красивые, яркие фотографии. И вот такие родники Маркинского района, такие, значит, коллекции краеведческие есть не только в Маркинском, но и в других районах республики, в Сернурском, Оршанском, Советском. Вот. Сотрудники Маркинской библиотеки, на которой я остановилась, создали свой путеводитель по району, который используют для проведения виртуальных экскурсий. В 2018 году был создан новый электронный ресурс под названием «Война в судьбе моей семьи», который содержит воспоминания, фотографии, документы из семейных архивов участников Великой Отечественной войны района. В течение года в библиотеке реализован также литературно-краеведческий марафон. В переводе на русский язык означает он такое название, как «Сверкающая серебряная нить. Маркинская поэзия», которая посвящена маркинским писателям, поэтам, просветителям, юбилярам года. Собранный электронный краеведческий материал размещен также на сайте библиотеки. Аналогичная работа проводится в Новотарьяльской центральной библиотеке. На своем сайте библиотека формирует краеведческую электронную базу данных о поселке Новый Тарьял. На странице краеведения размещен электронный указатель «Земля, воспетая в стихах», в котором собраны сведения о стихах, посвященных поселку и его достопримечательностям. Еще один интернет-ресурс, выставленный библиотекой, это «Природой дышит каждая строка». Он посвящен природе родного края. Страница содержит произведения писателей и поэтов Республики Марий Эл. А с 2019 года началась работа над изданием биографической хроники «Историю пишем вместе» по оцифровке воспоминаний участников Великой Отечественной войны. Оршанская библиотека центральная имеет свой блог под названием
таким оригинальным «Библия Оршанка», где освещается полностью работа библиотек всего района. Продолжает работу и краеведческий интернет-ресурс arshanka.ru, где представлена разнообразная информация о Оршанском районе, его история, почетные знаменитые жители района, а также представлена электронная книга памяти об участниках войны по Оршанскому району. В 2018 году к 120-летию со дня рождения классика марийской литературы Майорова Шкетана Оршанской центральной библиотекой был реализован проект «Читаем Шкетана». Краеведческая страница «Читаем Шкетана» в течение всего года пополнялась оцифрованными документами, посвященными его жизни и творчеству. На сайте библиотеки представлены 14 электронных книг писателя. В библиотеках советской библиотечной системы создается краеведческая база данных литературной тропинки отчего края, Михеевские чтения, «Вернулся я под сень родных берез», «Дорогие мои земляки», «О нас пишут» и другие. А профессиональный конкурс, который организовала Центральная библиотека под названием «Храним любовь к отеческой земле» среди библиотек своего района, помог пополнить краеведческий информационный ресурс библиотек о знаменитых земляках. В итоге филиалы библиотечной системы появились такие базы данных, как их имена в истории села, заслуженные люди, наши земляки, ими гордится село, историю творят простые люди, заслуженные люди села, сохраним историю вместе, литературные тропинки отчего края, писатели, поэты Советского района и другие. Благодаря этому конкурсу профессиональному советская библиотечная система получила 12 прекрасных краеведческих баз данных, которыми может также воспользоваться любой, посетитель сайта. В настоящее время библиотека реализует долгосрочный проект «Я когда-нибудь светом вернусь», который представляет собой раздел сайта, посвященный поэту-земляку и инвалиду детства Николаю Михееву, и содержит биографические материалы о поэте, его произведения, фотографии, видеоматериалы и публикации о нем. Приболела, спросите. На сайте Центральной библиотеки также представлены буктрейлеры книг марийских писателей. Не буду перечислять, их несколько. И виртуальные выставки, например, автографа «Таинственная связь». Это 30 книг с автографами марийских писателей. Топ-5 лучшие книги о Республике Мариэл и печатные издания, содержащие текстовые документы. Например, юбилейный выпуск газеты «Библиотечный мир». Чтим память Аркадия Степановича Крупникова. Это очень крупный русский, родился в Мариэл, писатель. Таким образом, муниципальные библиотеки нашей Республики Мариэл, формируя электронный сегмент библиотечного фонда, пока генерируют собственные базы данных, в основном для сохранения краеведческой информации и неопубликованных документов. Очень много впереди работы. Будем работать. Спасибо за внимание. Спасибо. Есть ли вопросы? Здравствуйте, Надежда Валерьевна. Да, слышно? Скажите, пожалуйста, какие краеведческие разделы, точнее, с каких библиотечных сайтов, из перечисленных вами сейчас, вы считаете наиболее удачными? И стоит ли стремиться к некоторому такому, структурному единообразию краеведческого раздела на этих сайтах библиотечных, чтобы не было такой пестроты? Пестроты, потому что у структурной. нас... Да. Я хочу сказать, что Медведевская библиотека у нас идет... Давайте вам, наверное, удобнее будет. Да.
Медведевская библиотека, о которой я рассказывала первой, она идет как бы примером для других муниципальных систем. У нас ведь небольшие очень районы, вот. Поэтому уровень еще пока они вот начинают комплектовать, пока начинают они собирать, пока начинают коллекционировать. У нас только это вот только вот недавно начинается. Но они с большим энтузиазмом это делают и стараются собрать историю поселений, вот чтобы люди к ним ходили. Вот, в общем-то, такого как бы масштабной работы такой пока у нас еще нет. Мы еще маленькие. Такая древняя республика. Сейчас, хорошо, Саша. Вот если вы считаете, что они лучшие, да, то есть лучшим образом делают свою работу, может быть, я имею в виду структурно, опять же, стоит на них равняться, то есть какая-то разноголосица, она в любом случае должна присутствовать, это ясно. Но чтобы вот избежать совсем уж такого полной разницы представления краеведческого раздела, может быть, тогда, как бы сказать, задаться целью, встретиться, чтобы сделать что-то подобное, если вам так это нравится, если это действительно образцовый раздел на сегодняшний день. У нас ежегодно проходит краеведческая... Да ничего. У нас ежегодно проходит в республике краеведческая лаборатория. Мы встречаемся. И в этом году у нас как раз тема вот это и будет. Может, что-то новое они нам предложат, может, что-то новое расскажут. Понятно. Вот у нас тема краеведческой лаборатории в ноябре месяце. Вот именно такая. Елена Николаевна. Добрый день. Видела большой блок фотографий, которые вы собираете, да, собирают работники библиотеки. Скажите, как они у вас учтены? Поближе к себе. Ну, насколько я знаю, значит, работники библиотеки Медведевской, я там не работаю, я просто как бы рассказываю о том, как они работают. Они собирают, ходят вот именно по знакомым, ведут список, пока список, потому что их не так много. Вот. Пока списочно, а потом, значит, если будет, они уже будут как-то их вносить в каталог, как бы уже будут в электронном варианте, как бы выставлять уже по отдельности. Пока их не так много. Я там привела, по-моему, пример, небольшое количество. Вот. Они просто проводили конкурс вот, и к юбилею района. И вот такая работа, люди приходили в библиотеку, видели эти фотографии на стендах библиотеки, в фойе, узнавали кого-то из своих близких, бабушек, дедушек, гордились как бы тем, что вот они висят. То есть работа, я просто хочу сказать, что работа только начинается. Надежда Валерьевна, а тогда вот у меня и вопрос, и потом не вопрос, а скорее ответ. Да, сейчас. Скажите, пожалуйста, вы же методист, да? Научно-методический отдел. Ваш краеведческий отдел принимает участие в обучении, в методической поддержке вот этой деятельности? Или это у вас на методистах? У нас на методистах. В микрофон. Да, у нас ежегодно... В микрофон. У нас ежегодно собираются краеведческие лаборатории, вот я сказала, раз в год. Вот. Довольно-таки на большой период времени. А краеведческий отдел по мере поступления заявок. Вот приедут, например, они с чем-то. Поисковая деятельность в основном идет у них. Понятно. Поисковая. Понятно. Тогда скорее ответ. Значит, бывает хорошее, бывает в плохом. То, что вы поздно начали, позволяет вам избежать ошибок, которые другие регионы прошли уже давно и уже забыли. Срочно ищите хороших специалистов, которые вам проведут лабораторию и не одну, а массированно будут учить работе с неопубликованными документами. Вот ситуацию мы, я думаю, поняли без дополнительных вопросов. У вас, видимо, никак не поставлена работа по учету, хранению, вообще использованию этих документов. Собрать не фокус. Потом начинается самая сложная профессиональная часть. Вот это вот, ну вот считайте, что ближайшая задача, потому что это
Там очень много сложного. Ну, сейчас у нас курсы организуются вот для повышения квалификации библиотек республики. Приезжают, вот недавно группа была. И, насколько я знаю, там в данный момент как раз освещается, как это все оформлять, как музейные экспонаты принимать, как вот, допустим, лапти принесли в сельскую библиотеку, как их оформить, как записать. То есть вот это вот начинается практиковаться пока. Вот. Но я думаю, что мы догоним. Ну, старайтесь. Еще кто-то хотел бы? Ух, как вас много. Вроде... А вот правильно ли я услышала в докладе, что у вас 12 краеведческих баз данных? Не у нас, это в районе библиотеки. Да. А что это за базы и зачем столько? Что это? Вы сказали, что они получили 12 прекрасных баз данных. Откуда получили и о чем речь? Ну вот я вам говорила, что они, значит, как бы тематически... Можно прямо в микрофон. Ага. Там они, значит, по тематике у них идет. Значит, благодаря конкурсу профессиональному, да, они собрали вот эти, ну как базы данных. Может быть, я грубо сказала. Да, неправильно. Вот. Архив коллекции, да, наверное. Что такое электронный архив коллекции? Это вот моя... Кто-то другой может сказать? Это вот мы вместе приехали. А давайте я тогда да. передам Она, микрофон. может быть, дополнит. Помогите, пожалуйста, разобраться, что это, о чем речь. Это, скорее всего, это архив коллекции. Это, например, знаменитые земляки края, знаменитые земляки Аршанского района. И вот здесь не опубликованы файлы. Определенный земляк, определенный файл. Собрали, Центральная библиотека собрала от сельских муниципальных библиотек. Ну, теперь понятнее. Вопросы задавать будем еще? Значит, смотрите, спасибо вам за работу, спасибо, что вы это поддерживаете, но вам сейчас придется очень много сил приложить для того, чтобы догнать другие регионы. Понятно. Да? Мы все вам в помощь. У нас сообщество абсолютно братское. В любой регион обращайтесь, и в Российскую национальную библиотеку поможем, проконсультируем. Спасибо вам за работу. Спасибо. Спасибо вам. Так, следующий доклад. Елисеев Андрей Иванович, ведущий библиотекарь краеведческого отдела Самарской областной универсальной научной библиотеки, передвижной историко-документальный выставочный проект 1917 год в Самарской губернии. Люди, общество, жизнь. Итоги. Добрый день, уважаемые коллеги. Мой доклад будет посвящен итогам реализации передвижного историко-документального выставочного проекта 1917 год Самарской губернии «Люди, общество, жизнь». Важным критерием успешной деятельности современных библиотек выступает качество реализуемых ими проектов. В докладе представлен опыт разработки партнерского проекта, осуществленного за счет средств губернского гранта в области культуры и искусства. Инициаторами проекта выступили Самарская региональная молодежная общественная организация «Центр поддержки демократических молодежных инициатив» и Самарская областная универсальная научная библиотека. Проект был приурочен к столетию Великой Российской революции. Его целью ставилось показать события 1917 года Самарской губернии через жизнь самарского общества. Поэтому основное внимание уделялось описанию различных аспектов повседневной жизни населения региона в указанный период времени. С июня по август 2017 года проходил подготовительный этап работы, в который был сформирован круг партнеров, разработана техническая и финансовая документация, произведен поиск и отбор материалов из фонда библиотеки, частной коллекции, а также из фондов партнеров. Партнерами проекта стали общественные организации и объединения, региональные и местные учреждения образования и культуры, в том числе Центральный государственный архив Самарской области и Самарский областной историко-краеведческий музей имени Алабина. Сотрудниками краеведческого отдела библиотеки были подготовлены тексты экскурсий и справочных статей. К экспертной оценке материалов привлекались специалисты из университетов, музеев и архивов.
В передвижной историко-документальный выставочный проект 17-й год Самарской губернии были включены. Первое – это стенд Роллап с текстовой информацией и различными материалами, сгруппированными в 4 тематических раздела. В первом разделе «Время перемен» рассказывалось об изменениях в политической жизни Самарской губернии. В разделе «Лица эпохи» была представлена информация об участниках и свидетелях революционных событий в губернии. Третий раздел рассказывал о сфере образования, науки и культуры губернии. А окунуться в повседневные жизни самарцев того времени помогал раздел выставки «Самарский быт». Вот вы можете увидеть тут для примера 2 роллапа из 2 разделов и по ним проследить структуру. Ну, вверх занимают нас иллюстрации, дальше идет справочная информация, дальше визуальные источники, это фотографии, или же, например, вот как справа копии денежных банкнот, ходивших в то время. Далее идет какая-либо цитата яркая, или же факт или случай, связанный, яркий тоже, связанный с этим периодом времени. Ну и внизу уже это представлено с копией периодики самарской этого периода времени. Также в выставочный проект была включена одноименная книжная выставка, на которой были представлены современные краеведческие публикации и редкие издания, например, «Революция 1917-18 годов в Самарской губернии», которая была издана в Самаре же в 1918 году. Кроме этого, выставочный проект включал рекламную тумбу и планшеты с копиями военных и дореволюционных плакатов, газетных объявлений, листовок политических партий, а также электронные ресурсы. Это документальные фильмы Самары в 17-19 годах, презентации книг по теме выставки, копии периодических изданий, выходивших в Самарской губернии в 1917 году, газеты «Волжский день» и «Городской вестник», журнал «Земский агроном», «Известия продовольственного комитета» и другие. А также проект включал сувенирную продукцию, это буклеты и закладки. С сентября 2017 года начался основной этап работы над выставочным проектом. В этот период была проведена скайп-конференция с участниками муниципальных образований области, на которой обсуждались условия и проблемы реализации проекта. В процессе работы большое внимание уделялось информационному продвижению проекта. Информация рассылалась в местные учреждения образования и культуры, размещалась в социальных сетях, на сайтах партнерских организаций, официальных сайтах администрации муниципальных образований, региональных новостных и краеведческих интернет-порталах, печатных СМИ, на телевидении и радио. География проекта охватила малые города и сельские поселения Самарской области. Это было обусловлено стремлением организатора предоставить жителям муниципальных образований нашего региона доступ к краеведческим материалам, собранным в библиотеках, архивах и музеях города Самары. Проект в основном был направлен на учащуюся молодежь, то есть школьников, студентов. Передвижной характер выставочного проекта позволил создать 10 интеллектуальных площадок, на которых был представлен доступ к краеведческим ресурсам на традиционных и электронных носителях. На каждой площадке передвижная выставка дополнялась местными материалами. Официальное открытие выставочного проекта проходило с участием представителей органов местного самоуправления, общественности и научного сообщества. На базе площадок проводились экскурсии, а также различные образовательные и культурно-просветительские мероприятия, а именно круглые столы, уроки исторической памяти, исторические калейдоскопы, виртуальные путешествия по страницам периодических изданий, интерактивные игры, литературно-поэтические часы, лекции, заседания местных общественных и краеведческих организаций. Организации, принявшие в себя проект, сохранили в своем распоряжении огромный массив ценных краеведческих материалов. Представители учреждений образования, культуры и общественных организаций области продолжили и дальше знакомить учащуюся молодежь с уникальными краеведческим материалом, собранным в рамках проекта. Сотрудниками библиотеки Самарской областной осуществлялась постоянная информационная и методическая поддержка организаторов выставки на муниципальных площадках. Специалисты библиотеки оказывали помощь в поиске информации о местных событиях, в уточнении сведений, предоставлении материалов, хранящихся в фондах библиотеки, а также посещали муниципальные площадки, где участвовали в мероприятиях. За время реализации проекта комплексную выставку «17-й год в Самарской губернии. Люди, общество, жизнь» посетили более 4500 человек. Информацию о мероприятиях и материалы выставки в интернете просмотрели 30 тысяч пользователей. Было организовано 94 экскурсии и проведено более 70 мероприятий. Для подведения итогов в декабре был организован круглый стол с участниками проекта в формате скайп-конференции, где были подведены итоги реализации, обозначены проблемы организационные, а также определены возможности дальнейшего развития проекта.
Таким образом, передвижной историко-документальный выставочный проект стал значимым для сферы культуры Самарской области и, в частности, для муниципальных библиотек. Повысилось внимание местной общественности к библиотекам как центрам образовательной и культурной деятельности. В свою очередь, Самарская областная универсальная научная библиотека укрепила связь с региональными общественными объединениями и организациями. Учреждение образования и культуры приобрела новых партнеров. Архив материалов, полученных в результате реализации проекта, стал ценным подспорьем для дальнейшей образовательной, культурной, просветительской деятельности библиотек. Так, на основе материалов, предоставленных в рамках проекта, сотрудники библиотеки города Отрадный подготовили виртуальную выставку. 2017 год в Самарской губернии, знакомившись с редкими документами и книгами. Отметим, что проект способствовал росту интереса у посетителей библиотек к истории Самарского края, в частности, к истории своего района или города. Необычный формат передвижного проекта привлек учащуюся молодежь и преподавателей и учителей истории. Участники мероприятия отмечали современную подачу информации и предоставление различных трактовок революционных событий. Проект получил высокую оценку в СМИ и многочисленные благодарности от посетителей. Я прочитаю цитату кандидата философских наук и преподавателя Отрандинского техникума. В этом и заключается смысл данного проекта, показывая различные аспекты жизни населения Самарской губернии, восполнить пробел исторического и краеведческого образования молодежи, заставить молодых людей задуматься о прошлом и будущем своей Родины. Освещение истории революции нашло продолжение. Освещение истории революции нашло отражение в организованных в Самарской областной библиотеке выставках, посвященных событиям гражданской войны в Самарском крае. Первая – это экспозиция «Эпоха Камуча» 2018 года, которая отразила деятельность Всероссийского комитета членов учредительного собрания, провозгласившего в Самаре Российскую Демократическую Федеративную Республику, а также выставка 2019 года «Чепанная война», рассказывавшая об одном из крупнейших крестьянских восстаний в истории России. Также, помимо выставок, были подготовлены библиографические материалы. В целом, это позволило предоставить динамичную картину политических, социальных и культурных изменений, происходивших в нашем регионе. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Спасибо. А вопросы? Ага, сейчас. Андрей Иванович, скажите, это проект, я так понял, 2017 года, 2 года прошло, да? К столетию, да, известных событий. Я смотрю, проект, конечно, масштабный, богатый и удачный, судя по вашему отчету. Скажите, вот здесь ценна не только сама эта выставка, этот проект, как я понимаю, но и ценен сам опыт проведения. То есть вы за эти 2 года ничего подобного не пытались замутить еще на другие темы, краеведческие? Я понимаю. Я вот Может говорил, быть, тоже при финансовой хорошей поддержке, если вам оказывается такая помощь. По масштабам, на моем опыте уже по масштабам за последние эти 2 года подобных проектов мы, в крайнем случае, краеведческий отдел в нем не участвовал, подобных проектов. Но тематика, она продолжилась в этих выставках, которые я сказал. Но по масштабу подобных проектов не было. Так, сейчас. Нет, только в микрофон. Скажите, пожалуйста, грандиозный проект, да, прошло всего очень много, и явно собиралось для подготовки выставки очень много материалов. Явно задействованы краеведы, наверное, университет, преподаватели нет, а только задействованы, да? Вот мне почему-то кажется, что ваш проект, несмотря на то, что он получил продолжение в выставках и прошло много мероприятий, тем более, что это прошло по районам области, он явно требовал завершения конференции, сборника конференции краеведческой по итогам, потому что столько материала, даже если вышли библиографические пособия, мне кажется, материал рано или поздно пропадет. У вас стенды, роллапы, которые там были выставлены. У меня первый вопрос был, честно говоря, когда я это увидела, а что кто-то прочитал всю выставку, кроме тех, кто ее готовил? Вот они стояли вот так буквой «П», да? Я просто точно знаю, что такой объем информации, они красивые, я согласна, но он не воспринимается. До конца никто не дойдет. А вот если бы вышел все-таки сборник конференции с нормальными докладами, не выжимкой для стендов, он бы потом остался и для вас, и для студентов, и для всех. Я отвечу, да? Да, Значит, по поводу конференции, я здесь не совсем согласен, потому что, да, мы привлекали представителей университетов, научного сообщества при консультировании, потому что просто не все, там какие-то глубокие темы мы не разбираемся при составлении выставки, то есть консультировались с ними. Но насколько, и более того, когда уже мы говорили о итогах реализации проекта,
некоторые площадки мне говорят о том, что вот посетители этой выставки, они заинтересовались и хотели какие-то научные, ну не научные, но исследовательские проекты начать делать по этой данной тематике, потому что их так заинтересовало. Возможно, вы правы, возможно, мы вот упустили... Не слышно? Нормально, слышно. Еще не поздно, да. Вот, но вот, наверное, все-таки, вот если говорить о такой, знаете, сборнике трудов вот, ну, не профессионально научного сообщества, потому что, а вот именно вот, да, краеведов-любителей, наверное, может быть, вы правы, может, стоит это сделать. Вот. Это же краеведческая конференция, часть составят, грубо говоря, пленарное заседание, да, ученые, и исследования с мест ваших краеведов, это будет замечательный сборник. Я еще вот отмечу, просто вот вдогонку, в том плане, что, вот понимаете, в этот год еще было очень много мероприятий и конференций, связанных вот как раз с этой тематикой. Вот была география проекта, если обратили внимание, я говорил, что она была нацелена на малые поселения, малые города, но там был еще крестик на Самаре, она ее не является малым городом, но дело в том, что проект как там побывал? То есть о проекте услышала представитель Самарской губернской думы, а у них была конференция в их стенах, посвященная 2017 году, и они нас пригласили, вот нам пришлось сбивать график, чтобы побывать и там. То есть вот, очень много было, скажем так, мероприятий вот, на подобную тематику, и конференции в том числе, при участии как раз научного сообщества. Вот, может быть, поэтому не сделали еще. Растерялась. Дело в том, что у нас в этот год был и электронные проекты, разные проекты были, и выставочные проекты, но вот на мой взгляд, что осталось в памяти до сих пор, это была конференция с круглым столом, причем в районном центре со студентами. Мы вообще не ожидали, что такой интерес будет у студентов. Они подготовились и сами, подготовился местный музей, подготовилась библиотека. Активнее всего готовилась местная администрация, потому что там 2 историка во главе. Вот, и они, собственно, и вели этот круглый стол. И получилось очень интересное мероприятие. Вот, честно, даже не ожидали, когда туда ехали, что будет так здорово. И дело в том, что это толчок на будущее, потому что, я думаю, там много тоже у вас более мелких не университетов, а заведений учебных. И для их студентов это большой толчок. Это здорово. Даже когда проходят вот такие вот мелкие региональные, маленькие конференции. Я просто продолжу. Я, конечно, не соглашусь, что планшетные выставки не читаются. Ну, читаются в том случае, они имеют, наверное, успех, если к ним прикреплены экскурсоводы, так называемые, отделы, да, правда? То есть у нас планшетные, у нас грант, конференция, сборник, планшет, все это, конечно, входит, и дальше она начинает жить, как передвижная выставка. Но у вас ничего не поздно. Вся, по-моему, страна наша готовится к юбилею гражданской войны, и, по-моему, все получили директивы ранее, значительно ранее собрать, сверстать мероприятия, которые как раз с гражданской войной, у вас тема, она входит, поэтому все, конечно, впереди. Но хорошо бы, чтобы она продолжала дальше жить, действительно, путь нашла к читателю не только у вас, вы же можете и оказываете методическую помощь как региональная библиотека другим библиотекам региона, ну и разработать вот экскурсию все-таки, то есть рассказ, ну и, конечно, все-таки живой рассказ. Поэтому прекрасно, дальше продолжайте, живите, и привет вашему, я не знаю, Наталья Малкова, она исполняющая обязанности? Да? Ну вот мы, вот такая вот дружба, она вот связывает нас. Андрей Иванович, я думаю, что вы были, вот послушав вас, как вот ваши подходы, что вы не были неожиданными для общества, вы очень много сделали, проект просто грандиозный. Вот скажите, пожалуйста, вы, конечно, приобрели определенный опыт, пока вы это все делали. А чего вы бы хотели предостеречь тех, кто, может быть, пойдет по вашему пути? Вот, я вот расскажу о проблемах, чтобы с какими мы столкнулись, помимо там каких-то организационных, но это они всегда есть.
Первая проблема – это местный материал. Дело в том, что, да, некоторые площадки очень дополняли много материалов, то есть касательно событий на их территории. Там даже вот в Новокуйбышевске была картина местного художника данной тематики. Меня вот очень удивило, я был на открытии. Вот. А некоторые площадки, к сожалению, не смогли. Мы им оказывали поддержку и помощь, и искали по своим фондам, естественно. Вот, и оказывали. Но это одна из проблем. То есть местный контент, он не везде разработан да, одинаково, скажем так, равно. И вторая проблема – это уже чисто историческая. Дело в чем? Дело в том, что проект рассказывал о Великой Российской революции. Это современный подход исторический, согласно которому Октябрьская и Февральская революция – это единый Великая Россия, ну, единый революционный процесс, скажем так. Я немножко простенько рассказываю, вот. А когда библиотекам, ну вот, особенно местным, да, передаешь, я очень часто сталкивался, что Великая Российская революция равно Великая Октябрьская социалистическая. Ну, просто люди получили образование еще в тот период, понимаете, по тем схемам, и вот для них это было одно и то же. Хотя и вот мы, в том числе, пытались им, вот это не одно и то же, это немножко по-другому. Вот это было, что людям понимание другое. Это намного сложнее было, чем все организационные вопросы. Пониманием люди, бывает, сложно было в какие-то моменты. Вот, наверное. Так, сейчас. Секундочку, сейчас добегу. Без микрофона мы не говорим. А мне, знаете, чего не хватило в этом проекте? В общем, провинциальные города ведь редко оказываются как бы действующими федеральными единицами. А это как раз тот случай, когда это правительство, ведь оно позиционировало себя не как правительство Самарской губернии, оно думало про себя гораздо шире, и поэтому его действия отражались, в общем-то, на всей России, так или иначе. Вот какие-то ниточки туда. Это вы имеете в виду Камуч? Но Камуч, это уже продолжающаяся выставка, то есть это не к данному проекту он имеет, не имеет такого прямого отношения, то есть это уже продолжающаяся выставка, и эти ниточки были. Действительно, это не местное правительство, это было, ну, как пишут историки, третий путь в гражданской войне, то есть не красный, не белый, а что-то между. Еще? Вот мне не хватило, я не услышала, наверное, очень много было информации, у вас замечательный темп речи, быстрый. Вот это хороший корм такой информационный, стенд, на котором подобрано, отобрано, отлично, книжки, да, все серьезно. А вот, собственно, продвижение вот этого, вот это-то продукты, да, краеведческие, продвижение этого, вот как к этому людей привести, и как от этих стендов, от этих ролл-апов, да, как от этого привести людей к желанию пойти к источникам? Ну, вообще у нас на самом деле, во-первых, и тут несколько у вас частей вопросов. Первое – это продвижение, но я говорил о том, что мы старались информировать, очень такое массовое информирование, то есть через все каналы, которые были у нас, соцсети, СМИ, местные площадки, их все информационные ресурсы, которые у них были. То есть мы старались по максимуму это задействовать. Вот. Поэтому, наверное, так и много посетителей было. Касательно, напомните вторую часть, про продвижение, а касательно... Ну вот человек смотрит стенд, вот где там штучка, которая приведет его в библиотеку или к ресурсам? Да, вот у нас помимо вот этих вот стендов были еще предоставлены вот электронные ресурсы, то есть газеты, они оцифрованы, естественно, и были предоставлены на бумажном носителе. В чем, вот внизу вот стенда мы, если вы видели, там были газеты, вырезки из газет представлены. То есть человек мог вот посмотреть, и этот номер уже есть в оцифрованном виде. Или же обратить внимание там на цитату, которая есть на стенде, да, на роллапе. Ну, там был, допустим, деятель. Откуда она взята, да, то представлена сама книга, сама это 18-го года, можно который полистать. Я думаю, вот лучше привлечь к фондам, привлечь к самим источникам, ну, невозможно. Ну, мне кажется, будет такое. Спасибо. Есть еще какие-то реплики по этому докладу? Да, конечно. Я поздно подошел, но вот у нас проблемы там доступа, и мы такие вещи использовали, как гипертекст, да, мы делали либо там, соответственно, QR-код, да, который вел
в электронную библиотеку. Был большой проект, связанный у нас с паблик-артом, да, там, когда с цитатами современных авторов и, собственно, и там вот этот QR-код приводил куда? Значит, к ссылку на сайте, где было 3 опции. Книгу можно было взять. Да, книгу можно было взять в библиотеке, книгу можно было скачать на Литрес, да, ну и все, так, 2 опциям, извините. Вот я думаю, что QR-кодом эта вот проблема вполне решается. То есть вот, ну... По поводу QR-кода здесь просто нету. У нас был последний роллап, там был представлен QR-код и ссылкой на информационный ресурс основной этого проекта, где публиковалась вся информация о проекте. Это была наша группа краеведческого отдела социальной сети ВКонтакте, а уже из этой группы есть ссылки и на электронные ресурсы библиотеки, и на виртуальные выставки. Да, люди существа ленивые, они там не будут копаться, им нужны вот в этом смысле прямые ссылки. Вот пойди, нажми на QR-код, написано, а вот полную там инфу, или там, а больше ты сможешь узнать вот там-то. Ну, вообще ход правильный, да, но вот и, учитывая, что не нужно делать 2-3 ходов, надо, потому что точно не ходит. Я сам ленивый, сам не хожу, поэтому... Вот это внимание всем. Если вы догадались до того, что нужно сделать хорошую цитату, то буквально в поле зрения, рядом с этой цитатой, как можно ближе и как можно прямее туда, откуда, вот если человек сейчас этим заинтересовался, куда он хотел бы перейти сразу отсюда. И, дорогие коллеги, это роллап, то же самое. Ваши указатели библиографические, к каждому описанию рядом можно поставить QR-код, да? К любому буклетику вашему. И вот не один, да, нечего экономить, а вот к каждому. Да, все, да? Спасибо, да. Спасибо большое, да. Спасибо большое, замечательная работа, респект вашей библиотеке. У меня 1 минутка, я бы хотел подарить чебоксарским коллегам. Я рекламировал библиографические материалы. А где у нас чебоксарские так, коллеги? кого-нибудь представители есть у нас? Хоть коллеги, Национальная библиотека, тут вам подарки. Ну, подойти надо. Мы никак не можем за вас сойти. Да. Так, вам, да? Ну, вот, как я и сказал уже, эпоха Камучи, библиографический материал «Чепанная война». Вот. Также у нас по Александру Малиновскому, наш последний, это разносторонний очень был личность, ученый, писатель. Пожалуйста. Энциклопедия нашей библиотеки будет 160 лет на следующий год. Вот, энциклопедия нашей библиотеки, здесь историческая справка и личности с ней связаны, биографические справки. И последнее, у нас все отлично в Чувашской библиотеке, поэтому вам дневник, тоже тематический, пожалуйста. Мы продолжаем. Наталья Александровна Королькова, заведующая отделом краеведения «Русский север» Архангельской областной научной библиотеки имени Добролюбова. Реализация проекта «Вселенная» Федора Абрамова, получившего грант президента Российской Федерации. Уважаемые коллеги, в феврале 2020 года исполняется 100 лет со дня рождения уроженца Русского севера Федора Александровича Абрамова, одного из выдающихся писателей XX века, крупнейшего представителя так называемой деревенской прозы, стоящим в одном ряду вместе с Василием Беловым и Валентином Распутиным. Сейчас в Москве, в Петербурге, в Архангельске идет подготовка к юбилею писателя. И на всероссийском, и на областном, и на муниципальном уровнях осуществляется немало мероприятий популяризации творчества Абрамова. Я представлю вашему вниманию проект «Вселенная» Федора Абрамова, который реализует сейчас Архангельское библиотечное общество. В 2018 году он стал победителем конкурса гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Главным партнером проекта и основной площадкой для реализации всех его этапов выступила Архангельская областная научная библиотека имени Добролюбова. Целью проекта стало создание комплекса информационно-просветительских ресурсов публичного доступа, посвященных жизни и творчеству Абрамова и продвижению его в общественную среду.
Творческое наследие Абрамова имеет особый воспитательный потенциал, в нем находит свое выражение глубокое знание родной стороны и человеческих характеров. Его размышления о России, ее уникальности, судьбе, ее будущем просто необходимо сделать достоянием как можно большего числа наших современников, прежде всего молодежи. Известный режиссер Лев Додин говорил: Абрамов был впереди своего времени и сейчас во многом остается в России недочитанным, а вернее непрочитанным. Таким образом, проект способствует встрече произведения Абрамова с современным поколением читателей. И главной целевой аудиторией проекта я могу назвать молодежь. Наш проект был задуман для того, чтобы современными средствами рассказать широкой аудитории о советском писателе Федоре Абрамове. Он родился в 1920 году и умер в 1983, то есть он был полностью советским человеком. Основные этапы проекта как комплекса ресурсов – это создание сайта «Вселенная Федора Абрамова», подготовка передвижной экспозиции, писатель которого не хватает, и ее экспонирование в библиотеках Архангельской области, создание мультимедийной интерактивной инсталляции, организация посткроссинга «Расскажи миру об Абрамове» и, наконец, разработка методических рекомендаций образовательных мероприятий. На этом последнем завершающем этапе проекта мы сейчас находимся. Все эти ресурсы так или иначе взаимосвязаны и перекликаются между собой. По крайней мере, сегодня можно сказать, что заложена основа для их взаимопроникновения, и весь материал разрабатывался для полного комплекса ресурсов с учетом их содержания, специфики и оформления. Для этого использовали следующие способы и методы. Дизайн сайта и выставочной экспозиции выбран необычный, современный, совсем не из советских времен. Хотя и минималистские, черно-белые, немного кажущиеся скупым. Тщательно и бережно отобранные цитаты произведения Абрамова, а также иллюстративные материалы, которые позволяют усилить воздействие абрамовских слов на читателя. Подходы к отбору текстов произведений и их фрагментов. Для сайта и для остальных продуктов сделана ставка на первые публикации произведений, то есть опубликованные тексты лишены последующих правок самого автора и других людей. Мультимедийность – это разнообразие использованных в разделах сайтов материалов и специальный раздел «Медиатека», где собраны аудио, видео и фотоматериалы. И последнее – это глубокое многогранное раскрытие абрамовских произведений. Для представления использования произведений использовались аннотации, фрагменты текста, цитаты из произведений, иллюстрации, цитаты критиков, информация о главных персонажах, их прототипов, информация о театральных постановках, библиографии. Пожалуй, такого полного досье на абрамовские произведения больше нигде не встретить. Подробнее я остановлюсь на сайте. Сайт «Вселенная Федора Абрамова» – это сегодня единственное место в интернете, где собран максимально возможный массив актуальной информации о писателе. Здесь опубликованы уникальные материалы, они созданы специально для этого ресурса. Весь имеющийся материал о писателе, его произведениях и художественных воплощениях, его героях и прототипах обобщен, систематизирован и взаимосвязан. А сегодня в интернет-пространстве, являющемся для современного человека основным носителем информации, нет действительно актуальных ресурсов о писателе. И создание сайта «Вселенная Федора Абрамова» призвано заполнить эту лакуну, позволяет интегрировать знания о нем в электронную среду. Прежде чем начать работу, мы провели мониторинг ресурсов, которые посвящаются этому писателю, и пришли к выводу, что стоим на правильном пути. Дизайн сайта создан в стиле современного дизайна для привлечения визуального интереса и направления внимания читателя. Использовано ограниченное количество цветовых палитр, то есть это основные цвета белый, черный и оттенки голубого. Акцентированные интерактивные элементы. Главное по смыслу, по мнению разработчиков и дизайнера, было не красочность, а глубина содержания сайта и аккуратные, не кричащие иллюстративные элементы. Навигация. Навигация сайта размещена сверху и снизу главной страницы. Вы сейчас видите верхнюю часть и нижнюю часть сайта. Сверху можно попасть в основные разделы, наиболее использовать нижнее меню, где можно увидеть практически всю структуру сайта. Мы стремились, чтобы путь к Абрамову был тропинка к Абрамову была не слишком длинной, поэтому
и чтобы можно было как можно меньше шагов сделать, чтобы попасть в нужное место на сайте. Сайт содержит 3 основных раздела: «Жизнь, творчество, театр». Раздел «Жизни» расскажет о жизненно-творческом пути писателя. Здесь размещены автобиография, книги о нем, полный текст некоторых книг, принадлежащие перу известных литературоведов, воспоминания его близких и современников. Подраздел «Хроника». Здесь мы попытались показать жизненный путь Абрамова в виде хроники, где этапы жизни писателя перекликаются с событиями в стране. Подраздел «Память» позволяет посетить абрамовские места, объекты, явления, события, связанные с именем Абрамова и его малую родину. В разделе «Творчество» опубликован полный перечень всех абрамовских произведений, а часть из них, избранные произведения, представлены очень подробно, о чем я уже говорила. Раздел «Театр». Информация о театральных постановках произведения собрана в разделе «Театр» и визуализирует героев Абрамова, добавляя новые краски и эмоции в их восприятие. Здесь собраны сведения обо всех постановках и собрана наиболее полная развернутая информация об избранных спектаклях, самых известных и легендарных постановках театров страны. Нужно сказать, что нами были написаны письма обращения к руководствам театров, где шли наиболее известные его вещи, и практически очень многие откликнулись положительно и предоставили нам материалы. Раздел «Медиатека» объединяет все аудио, видео, фотоматериалы, использованные в разных разделах сайта, а также другие материалы, которые представлены партнерами проекта. Рассказывая об этих разделах, мне хочется особенно подчеркнуть то, что все материалы на сайте полностью легитимны, то есть размещены исключительно с разрешения правообладателей. Мы убеждены, что на сайте, посвященном писателю, обязательно должны присутствовать тексты или фрагменты текстов произведений, которые бы побудили современного читателя обратиться к прозе Федора Абрамова. На самом деле сегодня в интернете огромное количество произведений Абрамова, опубликованных целиком, но мы не знаем, насколько законными способами они там появились. Но поскольку мы создаем ресурс, посвященный, который призван дать цельное и яркое представление об Абрамове, то абсолютно естественным кажется наше желание, чтобы все материалы были размещены на законных основаниях. Со всеми правообладателями, художниками, фотографами, авторами уникальных текстов у нас были заключены лицензионные соглашения на размещение материалов. И нужно отметить, что они все с радостью и желанием делились с ними, но проблема у нас возникнет с наследниками Абрамова. Мы очень долго и трудно добивались разрешения разместить на сайте произведения писателя. Договор был подписан только в июле, то есть, работая над сайтом, мы еще не были уверены, что нам будет разрешено, сможем предложить читателям тексты произведений. На сегодняшний день мы полностью можем разместить тексты публицистических произведений и фрагментарно-художественные произведения, очень фрагментарно. Например, из романа «Братья и сестры» мы можем разместить там только 1, 2 и 17 главу. Предлагая сегодня читателю очень достаточно полную информацию о жизни и творчестве писателя, мы не можем предложить главного его произведений. Ну, перейдем к дальнейшему разделу. Так, уникальный раздел «Словари». Здесь представлены оригинальные материалы, они созданы специально для этого проекта и являются необходимыми, важными для современного прочтения писателя. Словарь диалектных слов и выражений помогает понять и почувствовать абрамовское слово, его богатый выразительный язык. В словаре приведены слова и выражения, встречающиеся в произведениях Абрамова. Дано их толкование и опубликован краткий фрагмент текста произведения, где встречается данное слово. На экране вы видите слово «ангели» из северных диалектов и внизу цитату из рассказа.
Еще один словарь, словарь персонажей произведения Абрамова. В нем собраны его любимые герои. Словарь содержит краткую характеристику персонажа, его описание, цитату из произведения, в котором идет речь об этом персонаже. В словаре прототипы. Можно познакомиться с людьми, вдохновившими писателя на создание ярких образов, и она, конечно, связана со словарем персонажей. Словарь персон. Здесь встречаются имена тех, кто... информация о тех людях, которые встречаются на всем сайте, на разных разделах сайта. Разумеется, не обошлось без библиографии. Здесь размещено два больших указателя, которые мы посвятили, сделаны были в разные годы библиографами Добролюбовки, и библиографические списки к известным его произведениям. Специалистам учреждений культуры и образования будет, возможно, интересен раздел «Изучаем творчество», в котором собраны авторские разработки уроков, мероприятий, методические рекомендации. В дальнейшем здесь предполагается размещать сборники конференций, посвященные Абрамову, которые пройдут в период его юбилея. Так, что пропустила. В год празднования для посетителей сайта, возможно, привлечет хроника юбилейных мероприятий. Здесь размещаются мероприятия регионального российского масштаба, и здесь же будут размещаться официальные материалы, регламентирующие подготовку к юбилею. Кому может быть интересен сайт Федора Абрамова? Тем, кто открывает мир, созданный Федором Абрамовым, тому, кто его давно знает, и тем, кто продвигает творчество писателя. Каждый найдет на этом сайте что-либо свое новое. Выставка «Писатель, которого не хватает» — это вторая важнейшая часть проекта «Вселенная», и состоит она из двух зон – стендовой и интерактивной. Она представляет собой два способа передачи информации – традиционный, текстовый и современный мультимедийный. Вот на предыдущем слайде слева планшетная выставка, справа интерактивный стол. Вот эта выставка ближе и интерактивный стол. Гармонично сочетаясь, они позволяют зрителю любого возраста проникнуться творчеством Абрамова. Мобильный вариант выставки на роллапах сейчас готовится к печати и позволит экспонировать его на небольших площадках муниципальных библиотек. Для специалистов библиотек, которые будут работать с выставкой сайта, мы сейчас готовим методические рекомендации и пройдут вебинары. Так, о стендах. Федор Абрамов умер уже 36 лет назад, но его произведения сейчас очень актуальны. И к Федору Абрамову в Архангельской области обращаются постоянно, не только в дни юбилейных торжеств. У нас постоянно проходит абрамовских мероприятий большое количество. Стендовая выставка – это попытка передать его мысли, которые он выносил в свои произведения. И на стендах представлены отрывки из произведения Абрамова, цитаты его интервью, высказывания литературных критиков об основных идеях его творчества. Еще по-другому эта выставка называется «Заветные мысли Федора Абрамова». Это 10 планшетов, на которых можно найти его мнение о родине, русской женщине, труде, семье, доме, ну и другом. Интерактивная часть. Сейчас вы видите принтскрин с интерактивного стола. Она представляет собой специальный стол с большим экраном. Этот игровой киоск рассчитан в первую очередь на молодежь. Пока на нем 3 элемента. Это фотогалерея «Северная деревня», включает в себя фотографии 1930-60-х годов. Это реальные снимки людей, живших на территории Архангельской области. И они сопровождаются цитатами из произведения Абрамова. Но мне сейчас отсюда не прочитать. «Милый ты мой, радость ты моя», прошептала она тихо, не отрывая глаз от сына. «Пропадать бы без тебя, мамки». Цитата из романа «Братья и сестры» Федора Абрамова. Таких фотографий подобрано 50 штук. Ну или вот еще такая. Так.
Кроме того, на интерактивном столе сейчас есть фрагменты выступлений Федора Абрамова на различную тематику. Ну вот сейчас пока вот здесь видите о войне и о деревне. Предполагается этот раздел наполнять далее. У него было много выступлений, например, в телестудии Останкино, по телевидению, на архангельском телевидении. У нас этот архив хранится, и постепенно мы хотим наполнить раздел «Прямая речь». И последний – это игра в слова, викторина по диалектным словам, которые можно найти на сайте в разделе «Словари». Я ранее говорила об этом. В игре использованы не любые слова, а лишь те, которые упоминаются в книгах Абрамова. Для того, чтобы их выделить, сотрудники отдела краеведения прочитали все произведения Федора Абрамова, выбрали непонятные или малопонятные слова, отработали их по словарям архангельского говора. Ну и если мы не приходили к какому-либо пониманию, привлекалось крайнее средство, это уроженцы Пинежа, которые нам уже раскрывали глаза на то, что значит то или иное слово. Вот. Наклонный помост на второй этаж хозяйственной части Северного дома, да, это взвоз. Вы видите, что галочка обозначает правильный ответ. А вот здесь долбленка – это… Если выбрать воршливую жену, то это будет неправильный ответ. Это, на самом деле это лодка. Вот. Таких слов у нас сделано 211 для такой игры. Ну, у меня нет слайда, но могу вам еще один вопрос задать. Парата баска. Может быть, знает, кто это, что это такое? Парата баска. Северный диалект. Что? Подождите, Надежда Михайловна. 3 варианта. «Мятая корыта», «Очень хорошо» или «Испанская песня про войну». Вот. Очень хорошо, совершенно верно. То есть мы не хотели, скажем так, нагнетать обстановку. Мы хотели, чтобы люди, которые обращаются к этому викторине, немножко улыбнулись. Поэтому многие слова в викторине, ну, скажем так, забавные. Вот. Ну и во многих ответ очевиден. Это просто, скажем так, развлечение. Так. Но, тем не менее, все материалы информационного стола, интерактивного стола можно будет использовать для экскурсионной работы, для постстендовой выставки. То есть они перекликаются, и сейчас наши специалисты по литературному краеведению работают над текстом экскурсии по этой экспозиции и будут привлекать и вести экскурсию по стендовой выставке, привлекать материалы интерактивного стола. 19 сентября, буквально на прошлой неделе, у нас прошел традиционный день знаний в Добролюбовке. Мы провели презентацию этого проекта и еще одно мероприятие «Посткроссинг. Расскажи миру об Абрамове». Было разработано 10 открыток специально для этого события. Вот 2 из них вы здесь видите. Напечатан тираж их, и буквально за час эти все открытки отправились в разные точки нашей страны. Состоялась торжественная процедура спецгашения при участии директора управления почтовой связи по Архангельской области. Ну, Туящик — это не он, конечно. И все города, куда отправились уникальные открытки, были отмечены на карте цветными кнопками. Через 2 месяца мы заканчиваем проект. Нам осталось разработать методические рекомендации для библиотек, продумать логистику передвижной выставки, закончить редакцию и наполнение сайта. Но деятельность по продвижению творчества Абрамова у нас не заканчивается. Впереди 20-й год, год 100-летнего юбилея. Работать с творчеством такого большого писателя нам удалось впервые. Нам было непросто, многие вещи мы делали действительно впервые, а те, которые делали ранее, хотелось сделать как-то по-новому, найти какие-то новые пути. Мы спорили, приходили как к чему-то, меняли. Ну, надеюсь, что результат нашего труда достаточно достойный. Ну, а вы смогли почерпнуть что-то для себя, какие-то, может быть, новые идеи. Спасибо.
Раз. Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы искали правообладателей? Потому что вот у нас в библиотеке часто поступают просьбы от издательств, хотят переиздавать старые книги советского периода, и непонятно, кто правообладатель часто. Вот как этот вопрос решали? Наследниками Абрамова такая ситуация. Вдова писателя была жива до сентября 2017 года. Мы с ней постоянно общались, контактировали. Это второй президентский грант, который мы получили на продвижение творчества Абрамова. Но, к сожалению, она не дожила до этого проекта. Наследников мы знали и знаем, и мы с ними общаемся. С художниками на сайте размещены иллюстрации 2 художников, они оба архангельские, обоих мы знаем. Литературные критики, например, московские критики Игорь Златузский, нашли мы его в интернете. Он нам ответил и подписал свою книгу, она выставлена здесь. С каждым индивидуальным. Театром писали обращения на администрацию. Вот, например, общались с Ириной Апексимовой, которая, не знаю правильно как, Апексимова, директором театра, тоже получили совершенно спокойно фотоматериалы. Главное спросить. Понятно. Понятно. У вас ситуация попроще. Спасибо большое. Еще коллеги? Сейчас. Наталья Александровна, вижу проект такой непроходящий, а то, что останется навсегда, большой, по-настоящему большой проект. Я так понял, что ваша библиотека областная, она является одним из участников этого проекта, да, партнером, а вообще это Архангельское библиотечное общество полностью, да? Да, это проект его. У меня вопрос такой пожелательный, может, я не знаю, знаете вы, нет, в Петербурге, в Невском районе, Невском ЦБС, да, есть библиотека. Вы связывались с ними, общались, там заведующая, она долго добивалась присвоения имени Абрамова, она буквально помешана на его творчестве, хотя библиотека, наверное, небольшая, может быть. Да, мы с ними общаемся, имеем. Некоторые материалы, которые мы представили на сайте, готовили они. Спасибо, вот это я хотел знать. Всех, кто участвовал в этом проекте, они все указаны в разделе о проекте. Я хотел спросить. Секундочку. Я посмотрел сайт сейчас, пока шел доклад. Очень симпатичный, просто аплодисменты. А если, так сказать, правообладатели такие невменяемые, может хотя бы ссылки на Литрес поставить? Да, поняла вас. Нет, правообладатели, они вменяемые, но не буду я громко рассказывать о всех проблемах. Мы с ними договариваемся, мы с ними не ругаемся, и мы с ними общаемся хорошо и много. Ссылками на Литрес. Как оказалось, Литрес только 2 книги Федора Абрамова. Мы над этой ситуацией тоже работаем. Это труды наши труды. Было 2. Когда мы начали работать, мы узнали о том, что мы получили грант в ноябре прошлого года, в декабре мы начали работу, разумеется, мы сразу стали общаться с теми, чьи материалы хотели выложить на сайт, и провели мониторинг материалов, которые имеются в интернете. Мы видим, что практически все, кроме публицистики, в интернете есть. Соблазн, что просто дать на сайте ссылку, а вот это читайте там, был очень велик. Но мы этого не делаем. Я понимаю, что часть посетителей нашего сайта уйдут из него и только из-за того, что у нас нет полных текстов. Это так, да. Но пока ситуация... Изменить мы ее пока не можем. Мы надеемся на лучшее. Сайт горячий – это только скелет. Он еще будет обрастать и обрастать. Наталья Александровна, вопрос. Уже доступен ресурс? Да. Вот сейчас, пока шел доклад, мы посмотрели в Google, просто набрали Федор Абрамов. Здорово вышел ваш ссылка на сайт вашей библиотеки, но на другой проект, на литературную карту. Там как раз вышла ссылка, перебросила на персональную справку о Федоре Абрамове. Дальше мы попытались... Все, хорошая справка, ссылки по теме. И вот, к сожалению, ссылки по теме в литературной карте там нет еще. Нет. Будет, да, я знаю об этом. Есть над чем работать. И в электронной библиотеке, соответственно, у вас там информация тоже уходит в литературную карту. Да, мы хотим заменить со временем нашу литературную карту, это тоже наш ресурс.
Вот на Но если ресурс уже готов, надо добавить сейчас. Да, мы этим Спасибо. занимаемся. Это последний наш этап, и мы вот с 19 числа, там же все расписано поэтапно, что мы с этим как работаем, мы с этим сейчас вот занимаемся. У нас проект еще не закончен. Спасибо. К юбилею, к 29 февраля следующего года он будет в очень приличном, я надеюсь, состоянии. Вот, и со ссылками, со всем. Мелкая мечта. Может быть, вы сказали, я пропустила очень много информации. Вот я бы, например, очень хотела бы вот на этом сайте увидеть какие-то видеозаписи вот пинежских людей. Кто-то, может быть, помнит Абрамова, кто-то, может быть, Абрамова и не помнит, но я не знаю, что-то в связи с Абрамовым или вообще рассказ о жизни. То есть что-то, какой-то момент погружения в ту среду, из которой он. Вот у него, он красивый, сил нет, да? И все это, и тексты. Но он же оттуда, и вот этот колорит его, вот как вот это все. Надежда Михайловна, я вас поняла. У нас был такой проект «Живые свидетели». Мы записывали видеозаписи, делали видеозаписи людей, которые когда-либо при каких-либо обстоятельствах с Федором Абрамовым встречались. У нас сейчас, если я не ошибаюсь, 5 или 6, в том числе и племянник его. Снимали буквально этим летом. Часть, 2 или 3 записи уже выложено в разделе «Медиатека» в видео. А остальные мы обрабатываем, выложим вот в ближайшее время. Да, а я вот, Надежда Михайловна, хочу поддержать в том смысле, что это не только воспоминания, история может быть про воспоминания тех людей, которые Абрамова видели, но вы чудесно сделали на самом деле супер ресурс, я вот прямо внутренне аплодировал, и это хорошая основа, такая символическая для других действий. Вот действительно его произведение такая детальная реконструкция той среды, которая ушла. И вот по вашим даже вопросам видно, что вы там людей наводите на то, чтобы попробовать вот для себя этот мир ушедший представить. Понятно, что это хорошо монтируется там с, не знаю, с деревянным зодчеством, с вот этой уходящей крестьянской культурой. И это, например, очень хорошая основа, ну не знаю, для проекта с малыми Карелами, там еще с кем-то, вот, когда воссоздается вот эта среда, да, потому что замечательно, вот если в этом ключе подумать, я думаю, может получиться хорошая история с привязкой к какой-то местности, там, может быть, с музеификацией там каких-то вещей, потому что это может быть это про Абрамова, а может быть это Абрамов про Север целым и про жизнь, вот, которую мы сейчас за хвост ловим, да, вот вы ее замечательно поймали, да, но... Я могу объяснить эту ситуацию. Когда мы начинали работу, идей было огромное количество, но мы в этой вселенной бы утонули. Поэтому пришлось отказываться от очень многого. У нас есть идеи развития этого сайта, и в том числе и сотрудничество с музеем, с Веркальским музеем, с той же библиотекой в Петербурге. Есть с кем работать. Вот. Есть идея, он был на произведение Абрамова были сняты фильмы у Сергея Бондарчука. Несколько лет назад был сериал «2 зимы и 3 лета» Теймураза Асадзе, у нас тоже с ними связи есть. Мы думаем об этом, это пока наша перспектива. Давайте подумаем, вот я сейчас прямо отсюда, например, поеду на лабораторию Музея Русского Севера, вообще сварганить такой библиотечно-музейный проект на эту тему, вот про эту жизнь, ну, которая не просто про ту жизнь, а на основании просто тех, ну, таких и нежных, и документальных свидетельств, которые Абрамов оставил, мне кажется, это интересная задачка, и это будет хороший вклад в популяризацию автора. Ну, еще один секрет могу открыть. На интерактивном столе сейчас у нас работают художники. Предполагается сделать такую своеобразную игру-квест по Северному дому Пинежскому. Они же разные. Допустим, Шенкурский или там Вельский дом, это не Пинежский, ну, то есть это район, да, северный. И с музеем у нас как раз уже был договор, мы работали с ним, и сейчас идет отрисовка этих интерьеров крестьянской избы. Мы подбираем материал, но это мы запустим к юбилею. Ну вот на самом деле, да, сейчас, на самом деле хочется вот этого густого, вкусного, вот этого колоритного материала. Нет, даже музеи, да, но вот те люди, которые вас поправляли или объясняли, что какие-то слова значат, вот просто разговор, просто в интерьерах, не музеифицированных.
Вот этого вот побольше. Я знаю 100 лет. Вы делаете все надежно. У вас все записи, все ходы записаны. Но вот что-то из этих ходов выложить. И не 5-6, а я не знаю, 50-60. Будем работать. Спасибо. Спасибо большое. Наталья Александровна, у меня такой вопрос. А если бы ваш проект не был бы поддержан, вот ваши действия, то есть в таком бы объеме или вот эти грантовые средства вам позволили выполнить те задачи, о которых вы мечтали, ставили их? Ну, мы верили в чудо. Но нет, все равно, видите ли, Федор Абрамов для Русского Севера — это знаковое имя. Так или иначе, мы бы искали все равно другие пути. У нас был еще другой рабочей группы, не в той, в которой я работаю. Есть еще один проект, он был поддержан губернатором. Они другой сайт разработали, «Читаем Абрамова всей страной». Он сделал моим коллегам понравился сайт «Красноярский миллиард», если я не ошибаюсь. А вон девушки сидят, красноярцы. Да. Вот. И они сделали наподобие, тоже по количеству страниц, со счетчиком, с книгами. Вот этот проект, он у нас получил грант губернатора. То есть мы все равно бы с этим работали так или иначе. Ну, разумеется, может быть, это было в меньших объемах. Мы бы не смогли сделать персональный сайт писательский. Вот. Но я думаю, что нам к юбилею, к столетию другого выхода не оставалось. Спасибо большое, коллеги из других регионов. Идеальная проработка своего местного автора. Я говорю не только об этом, но и о чистой книге. То есть все аспекты с разных сторон. Ну, это просто снимаем шляпу. Архангельск вообще все, что делает на 5 с плюсом. Я вот хотел еще задать вопрос насчет насыщенности этого сайта видеоконтентом. То есть известно же, что снята масса программ о нем, есть документальные фильмы, есть его выступления. То есть не просто его односельчане, да? Вот вы можете это каким-то образом забрать себе на сайт? Потому что это же в свободном доступе в YouTube, это есть ВКонтакте, там же не запрещают. С архангельским телевидением мы работаем. А вот это встреча в Останкино. Он будет. Фрагментарно мы этого выкладывать можем. Из открытых источников, ну, мы, скажем так, пути отступления для себя говорили, что если вы находите какие-то материалы из открытых источников в интернете, то и не хотите, чтобы они были на нашем сайте, сообщите нам, мы их уберем. Ну вот кусочки мы Вы можете очень здорово насытить на самом деле, это же интересно все смотреть воочию. Да, ну вот с официальными учреждениями, которые имеют вот такие видеоматериалы, мы работаем. Да, они будут. Наташа, спасибо огромное, респект от всех нас. Библиотечно-краеведческий блог как средство продвижения краеведческих ресурсов, продуктов и услуг в цифровой среде. Евгения Сергеевна, вы будете вместе. Евгения Сергеевна Гусева, главный библиотекарь, и Людмила Анатольевна Сарабанская, заведующая библиотекой филиалов номер 17 ЦБС города Каменска-Уральского Свердловской области. Пожалуйста. Ну, лирику, как говорили, убрать, мы убрали, поэтому все коротко, сухо и быстро. Значит, сегодня мы расскажем о том, как мы в нашей библиотеке пришли к идее создания библиотечно-краеведческого блога. В 2013 году на объявленный конкурс «Неизвестный Урал», который был объявлен краеведческим отделом областной библиотеки имени Белинского, огромное спасибо Елене Николаевне Ефремовой, мы отправили 2 работы. Одна из них получила 1 место в номинации «История краеведческой деятельности библиотек и книжного дела региона». Это мы отправили историю своей библиотеки. И после этого мы задумались, что время идет, люди уходят, а информация пропадает, и очень важно сохранить ее для следующих поколений. Вот так и родилась идея нашего библиотечного блога, посвященного не одному какому-то учреждению или человеку, а целому поселку. Точнее, это сейчас микрорайон города Каменска-Уральского, который в свое время как раз вырос из таких рабочих поселков. И поселок имени Чкалова – это бывший рабочий поселок завода номер 268, ныне это Каменск-Уральский металлургический завод.
В июле 2017 года идея стала реальностью. В сети интернет появился библиотечно-краеведческий блог под названием «Поселок имени Чкалова 1942-2017». Для его создания была задействована платформа «Блоггер», предоставленная крупнейшей поисковой системой Google. В оформлении главной страницы вы видите использована фотография части поселка. К сожалению, сделанная неизвестным фотографом, мы пока до сих пор не нашли. Середина примерно 40-х годов. На главной странице располагается 4 вкладки. Главная страница, приветствие, напишите нам и карта блога. Главная страница открывается при первом входе на блог. И, как обычно, там можно увидеть все последние размещенные на блоге материалы. Также на главной странице в правой части вы видите следующий слайд. Да, вот тут хорошо видна. Размещена копия решения исполнительного комитета Каменск-Уральского горсовета депутатов трудящихся номер 798 от 25 декабря 1942 года, в котором как раз безвестный рабочий поселок получил имя знаменитого советского летчика Валерия Чкалова. Во вкладке «Приветствие» содержится приветственное слово, как обычно, в котором приводится краткая история создания поселка имени Чкалова, но, естественно, приглашение к сотрудничеству. Вкладка «Напишите нам» создана для обратной связи с администратором блога. Вкладка «Карта блога» создана для помощи в ориентировании по сообщениям блога, ну и, естественно, отслеживания новинок в различных темах. Также на странице, вот ниже решения о наименовании поселка Чкалова, размещаются 2 важных элемента блога. Это страницы и объекты. Страницы содержат в себе ссылки на общую информацию о поселке, объединенную в отдельные темы. Например, ими гордится поселок. О людях, проживавших и проживающих ныне на поселке и внесших неоценимый вклад в его развитие и становление. Здесь можно прочитать о поэте и писателе, члене Союза писателей России Николае Покидышеве. Вы его видите на экране. Спортсменке, участнице Олимпийских игр в Сиднее Людмиле Бекташевой, директоре Дворца культуры «Металлург» Елене Зыряновой, депутате городской думы Надежде Малаховой и многих других. Хроника официальная. Это копии официальных документов разных рангов, от постановлений Государственного комитета обороны до решений местных административных органов. Публикации в средствах массовой информации, есть и такой раздел, он отсылает к текстам, опубликованных на страницах газет, журналов, книг и то, что было опубликовано в сети интернет. Далее, «Жизнь в движении» дает возможность увидеть жизнь поселка в различных фильмах, презентациях, видеосюжетах, как местного телевидения, так и областного. Ну и, естественно, здесь размещены различные презентации, которые делали наши читатели и наши библиотекари. В мае 2018 года на главной странице блога появилась дополнительная вкладка такая под названием «Это построил КУМС» – Каменск-Уральский металлургический завод. Вот, открыв эту ссылку, можно познакомиться с теми объектами, которые хоть и не находятся на территории поселка, и изначально мы не планировали вообще их брать, но потом подумали и решили, что раз завод непосредственно участвовал в их создании и строительстве, то мы тоже решили их включить. Далее. Большое место на главной странице занимают, собственно, объекты. Здесь перечислены все учреждения и предприятия, которые были расположены и располагаются ныне на территории поселка Чкалова. Ну вот, к примеру, Берендеевка. Нажав на ссылку, можно увидеть размещенные фотографии и газетные публикации о красочном детском городке Берендеевка, который расположен у нас у Дворца культуры «Металлург». Ссылка «Клуб» покажет старое фото несуществующего ныне деревянного клуба, отчет о его работе и публикации о нем в средствах массовой информации. Ну и построенный вместо этого деревянного клуба новый красавец Дворец культуры «Металлург» предлагает увидеть не только то, каким он был в разное время, но и предлагает увидеть фотографии сотрудников дворца, проводимые мероприятия
и самую главную гордость чкаловцев – это новогодние городки, причем начиная с самого первого, с 1970 года. Вот этот городок и замечательные живые, в отличие от нынешних синтетических, живые елки всегда получали гран-при на конкурсе в нашем городе. И не раз этот городок показывали даже по центральному телевидению в программе «Время». Большой интерес у посетителей блога вызывает фотогалерея. Здесь расположены фотографии из более чем 36 личных архивов. К примеру, Анатолия Мальгина, Елены Румянцевой, Татьяны Лукьяновой, Алексея Шипилова и многих-многих других. Договоры с ними есть, и с правопреемниками есть, и с ними разрешение на публикацию мы берем. После перечня объектов блога есть специальное поле поиска по данному блогу, а еще ниже даются ссылки на наши страницы и электронный адрес, по которому можно связаться с нами. И сразу хочу сказать, что почту мы получаем теперь огромную, не только из нашей области, не только из России, а из 41 страны. Еще ниже можно увидеть известный еще с времен Гражданской войны, немножечко переделанный плакат. Ты записал своих предков в историю поселка с таким вопрошающим видом. Ну и далее расположен виджет, дающий возможность подписаться на новости блога. Что можно сказать, самое главное? Конечно, внизу сообщить о нарушении тоже, как говорят, что это обязательно, мы тоже это предусмотрели. В самом низу главной страницы есть цифровые клавиши, которые помогут перейти на предыдущие или на последующие страницы. Ну а клавиша в виде вот справа стилизованной такой елочки отправит пользователя в начало главной страницы. Хочу сказать о том, что наш блог не только сохраняет информацию о поселке, им очень активно пользуются те, кто занимается генеалогией. Вы знаете, что сейчас генеалогия на подъеме. Вот, к примеру, информацию с нашего блога с успехом применил студент Каменск-Уральского техникума торговли и сервиса Иван Червяков. Он создал историю своего рода, и с его любезного разрешения мы вот ее разместили как раз у себя на блоге. Ну и наши работы, также и работы библиотекарей, которые создавали, можно найти сейчас не только на блоге, они размещены на сайте Государственного архива Свердловской области и Государственного архива административных органов Свердловской области. Мы с ними сотрудничаем. На блоге размещено достаточно много информации, собранной и подготовленной к публикации студентами техникума торговли и сервиса вместе со своим преподавателем Натальей Волынщиковой и краеведом, волонтером нашей библиотеки Еленой Румянцевой. В 2016 году студенты разыскивали материалы по истории своего техникума, обратились, естественно, к нам. Мы с ними пообщались, поговорили, представили свое видение совместной работы, они свое. В результате получился большой библиотечно-волонтерско-краеведческий проект. Они были первыми, который посвящен первым создателям поселка и первым работникам завода номер 268. Ну и забегая вперед, скажу, что в этом году наш проект получил премию губернатора Свердловской области. Значит, волонтеры из техникума стали собирать информацию не только по техникуму, но и по истории всего поселка. И первые результаты нашей совместной деятельности мы презентовали в мае 2017 года на встрече с ветеранами и руководством завода. Хоть завод у нас и трясет последние годы, но тем не менее руководство нашло время, пришли, посмотрели, одобрили и дали нам доступ в закрытый заводской архив, куда люди не могли попасть более 70 лет. Это был тоже большой плюс. Со временем к поисковой работе подключились школьники из 2 средних школ, которые расположены у нас на поселке. Они не только собирали сами информацию, они ее сами обрабатывали, мы просто методически им помогали, они делали свои творческие работы, с этими работами участвовали не только в генеалогических конференциях, не только в научно-практических, которые у нас в городе проходят, вот каменские чтения, стяжкинские чтения, а, к примеру, взвод «Витязи»
волонтерский взвод учащихся 8 класса одной из школ принял участие в городском большом таком у нас конкурсе ежегодном «Формула смелости». И со своей работой, плюс ко всему остальному, они заняли 3-е место, получили денежные средства в размере 50 тысяч рублей на приобретение турпутевки. Так что мы тоже гордимся, что мы внесли свой вклад. Наш блог постоянно пополняется разной информацией и служит не только для сохранения истории, но и для рекламы территории. Особенно интересно то, что первым посетителем нашего блога оказался пользователь из США. Мы сами не ожидали. На сегодняшний день у нас посещений 8692, вот я уже говорила, что из 41 страны. И радует то, что те, кто у нас уехал с поселка и живут в других странах, они присылают нам материалы. Свои воспоминания присылают, свои фотографии, мы обрабатываем, оцифровываем и выставляем все на блог. Статистику посещений может проверить каждый, она у нас открыта. Вот такой замечательный земной шар, который крутится, на нем видно все точки, откуда к нам заходят, и там можно нажать на кнопку, зайти и посмотреть, как блог посещается. Статья о нашем блоге была опубликована в прошлом году, вы, наверное, видели в журнале «Современная библиотека» номер 7. И мы сейчас можем сказать, что работа у нас продолжается, потому что мы взяли только начало, только 40-е годы, а идти до нашего времени еще очень долго. Но благодаря усилиям волонтеров, краеведов и, естественно, конечно, библиотекарей, хотя нас совсем немного, работа над сбором, сохранением и тиражированием истории поселка имени Чкалова продолжается. Спасибо за внимание. Спасибо большое. У меня сразу вопрос. Вы называете свой ресурс, называете блогом. Да. Вы в отчетных документах так пишете, да? Да, у нас блог, у нас не сайт, у нас блог именно. Потому вы что сами себя не ограничиваете этим? Мы бы с удовольствием сайт сделали, все дело в финансах. А почему вы не считаете этот ресурс сайтом? Нет, мы сами говорим сайт, Ну, но дело все в том, что платформа Блогер и Блогспот, вот это нас как бы сразу отрезает. Ну, не знаю, может быть, я не права, мне кажется, это формальность, потому что в данном случае вы просто пользуетесь готовой платформой. Это а для да, чего вы да. ее используете? Вы в данном случае создаете ресурс, уникальный ресурс. Вот. То есть в классическом понимании это блогом, наверное, нельзя назвать. Это раз. И второе, мы же знаем, что в статистике посещения блога, так же как и посещения социальных сетей, не считаются. Ну вот, к как? сожалению. И вы, ну и вот получается. Нет, вы мы в какой-то показываем. момент включите, то есть переключитесь просто и начните отчитываться. Хорошо, я так директору и скажу, сейчас приеду, скажу, у нас не блог, у нас сайт, мы будем считать. Да. Посещение. Спасибо Спасибо, большое. все, я на вас Коллеги, сошлюсь. есть Спасибо. вопросы? И Да. поболейте, пожалуйста, за Куда же нас. туда побежать? Мы прошли очную защиту на Всероссийском конкурсе «Доброволец России». И сейчас ждем результатов. Так что если вы так мысленно нам пожелаете удачи, вдруг мы войдем в число финалистов. Я хочу поддержать предыдущего выступающего. Я посмотрел внимательно ваш блог. Это не блог, это сайт. Ну, все, Да. Спасибо. так Всё, и скажу. решили. У нас просто метод отдел категорически против. Ну, я докажу, скажу на вас все. У меня просто маленькое замечание. Вот у вас название все-таки звучит как полностью вот вашего сайта, так скажем. Поселок имени Чкалова, 1942-2017. Мы Вот. его создавали к юбилею. Я понимаю, но насколько я понимаю, поселок-то жив, Да. а вы ему поставили годы жизни. Вот, это нам сказали, Поэтому но вот пока, просто как пока совет вот убрать закончится даты. вот этот вот конкурс, и мы там поменяем. Поэтому, да, это нам тоже сразу сказали, минус. Это мы учтем. Спасибо большое. Спасибо. коллеги. Ну что? Ну что, приглашаем Ольгу Вячеславовну Титову
заведующая сектором культурных программ ЦБС Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Имя Чехова как бренд развития. Здравствуйте, коллеги. Я Ольга Вячеславовна Титова, Центральная районная библиотека имени Чехова, Фрунзенской ЦБС города Санкт-Петербурга. Я хочу начать с того, что я хочу поблагодарить организаторов этого замечательного семинара и преподнести им маленький подарок, маленькие сувениры в память об этом семинаре. Галина Павловна, я прошу вас. Спасибо вам огромное. Кулек немножко помялся, но от души. Спасибо. Я хочу поблагодарить РБА за идею, за организацию и за все, что здесь происходит. Надежда Михайловна, спасибо большое. Ну и сейчас я немножко поговорю о том, что же такое имя Чехова для Центральной районной библиотеки, одной из ЦБС города Санкт-Петербурга. Хорошо, когда библиотека находится во дворце или в дворянском особняке. А можно мне? Хорошо, когда библиотека находится в дворянском особняке или во дворце. Тут, как Бог сам велел, развивайся, води экскурсии, сочиняй проекты. Но большинство библиотек находится в спальных районах, в зданиях типовой застройки. И что же делать им? Для них есть идеальный выход – краеведение. И большое счастье, когда у библиотеки есть не номер, а имя. Тогда библиотека получает шанс на новую жизнь, на новое развитие, впрочем, как и люди. Когда у библиотеки появляется имя, это повышает ее статус в глазах населения, ее культурный ресурс. Какое же имя носит библиотека, Центральная библиотека Фрунзенского района? Антона Павловича Чехова. В библиотеке существует проект «День Че» или «Чехов в Петербурге», в который входят фестиваль «Чеховские дни», экскурсионный, ну вот здесь мы видим, Это первые чеховские дни, которые прошли в 2018 году. Я хочу сказать, что на этих первых чеховских днях приняли участие совершенно замечательные чеховеды. И вот в первую очередь это Елена Владимировна Душечкина, профессор СПбГУ, доктор филологических наук, историк литературы. Она прочитала лекцию под названием «Чехов и Петербург», в котором она говорила о том, какую огромную роль суждено было сыграть Петербургу в жизни великого русского писателя. О том, что именно в Петербурге произошло становление писателя Антона Павловича Чехова. Именно в Петербурге он узнал впервые литературную и театральную славу. Елена Мироновна Гушанская, доцент Санкт-Петербургского института печати, чеховед, человек, который профессионально занимается семьей Антона Павловича Чехова. И когда я услышала лекцию Елены Владимировны Душечкиной, надо сказать, что я была потрясена, потому что я долгие годы жила в твердом убеждении, что Чехов, вся жизнь Антона Павловича связана с Москвой, и к Петербургу он не имеет ровно никакого отношения. И поскольку я давно уже ничего не принимаю на веру, поэтому я обратилась к источникам. Надо сказать, что это выставки, просто как иллюстрации, это открытки. Когда я стала изучать источники,
то я сначала обратилась к письмам адресным и записным книжкам Антона Павловича, потом к письмам его современников, потом к воспоминаниям современников о Чехове и потом уже к чеховедению русскому и зарубежному. Я хочу сделать кивок вежливости, то есть отдать должное зарубежному чеховедению. Там гораздо больше информации, гораздо больше фактов, и они очень скрупулезны, то, что касается биографических данных великих людей. Наше чеховедение больше уходит в лирику, там гораздо меньше фактов. Но это вот выставка, инсталляция. В этом году прошли чеховские дни, и поскольку они были посвящены 115-й годовщине со дня первой постановки «Вишневого сада» на сцене МХАТа. И наш художник придумал вот такую выставку-инсталляцию, посвященную этому замечательному факту. Дело в том, что Музей русской драмы Александринского театра поделился с нами совершенно уникальными фотографиями. Это фотографии спектакля «Вишневый сад», режиссер Горяев, в котором играла главную роль молодая и очень красивая, стильная Нина Ургант. И поскольку рука не поднималась разместить эти фотографии просто на стенке в паспорту, то мы вот придумали такую, точнее, художник мой придумал такую идею, Андрей Костин. Здесь двойной смысл. С одной стороны, жизнь, когда люди живут в доме, а потом, когда они уходят, это уже смерть. Ну, это вот как бы еще те мероприятия, которые были. Я не буду на этом подробно останавливаться. Это вот главный режиссер театра Комиссаржевский рассказывает о своем Чехове, о том, как Чехов буквально с детства прошел через всю его жизнь. Это заместитель художественного руководителя БДТ Ирина Николаевна Шамбаревич рассказывает о постановках пьес Чехова на сцене БДТ в режиссуре Георгия Тостовногова. Я хочу сказать, что никто ни разу не отказал, ну это открыточка, сувенирка, в участии, в помощи. И когда я перелопатила весь этот объем источников и не раз обратилась к специалистам, которые тоже никто ни разу не отказал на любом уровне, то у меня получилось огромное количество адресов чеховских в Петербурге. Их было так много, я, честно говоря, не рассчитывала на такое количество, что я их сразу же поделила на две группы, основные и дополнительные. Основные адреса – это те адреса, которые, где Чехов бывал неоднократно, и с этими людьми его связывал, с хозяевами дома, связывали какие-то близкие и длительные отношения. Ну, например, дом Суворина на улице Чехова, дом 6, где Чехов останавливался в течение 15 лет. Отдельная квартира ему была готова с отдельным выходом и со слугой Василием, который был одет лучше своего хозяина, по словам Чехова. Но и даже дополнительные адреса, где Чехов бывал один раз, там тоже были совершенно уникальные адреса. Например, Фонтанка 24, где была квартира Модеста Ильича Чехова, куда Плещеев привел молодого Чехова на завтрак. И где состоялась практически легендарная встреча Петра Ильича Чайковского и Антона Павловича Чехова. Надо сказать, что их связывали удивительные отношения. Эти два русских гения мыслили на одной волне. Чехов посвящал Чайковскому книги. Чайковский приглашал его на все премьеры в Мариинку. Они обменивались фотографиями. Более того, возникла идея написать совместно оперу по Лермонтовской Белле. Чехов, соответственно, либретто, а Чайковский музыку. Они даже по нескольку раз съездили на Кавказ. Один изучал напевы, мелодии горца, второй фольклор. Но так получилось, что Чайковский застрял в Европе, работая над «Пиковой дамой», а Чехов уехал на Сахалин. Не могу, включается экскурсовод. Извините. Да, кстати, вот это очень интересный момент. Когда в 2018 году к концу подходили чеховские дни, я спросила Елену Мироновну Гушанскую, она специалист по старшему брату, по Александру Павловичу Чехову, где в Петербурге можно положить цветы, потому что нет ни одной мемориальной доски, нет памятника, нет ничего.
И она сказала, что на Волковском кладбище, на Литераторских мостках она недавно обнаружила могилу брата, старшего брата, с которым Чехова связывали самые близкие отношения всей семьи, Александра Павловича Чехова. И мы пошли после окончания чеховских дней. Надо сказать, что могила в очень плохом состоянии, небольшой камень, вросший в землю, неправильно написана фамилия, написано А.П. Чехов-Седой. Седой — это был псевдоним. Но, тем не менее, мы откопали эту могилу, положили цветы. И когда мы в этом году после чеховских дней пришли на Волковское кладбище, то могила была откопана, и там лежали цветочки. И не наши цветочки, мы этому очень порадовались. И, ну так вернемся к адресам. Я хочу сказать, что я поняла, что надо что-то с этими адресами делать. Найти-то я их нашла, что дальше? Тогда возникла идея карта-экскурсия. То есть мы с художником чуть не подрались, когда ее делали, потому что мне хотелось туда запихать как можно больше адресов. Он, в общем-то, как редактор был категорически против. Но, тем не менее, что сделали, то сделали. Но все равно адресов-то туда поместилось совсем немного. Тогда я поняла, что мне никуда не деться от экскурсии. Но когда я начала делать экскурсию, я поняла, что по всему центральному району разбросаны адреса. То есть это, например, дом Сувориной-Плещеева на Литейной части, это дом Лейкина на Марата 48, еще дальше дом Лидии Алексеевны Авиловой, еще дальше квартира Марии Гавриловны Савиной, на Измайловском дом и типография Маркса, на Удельной это квартира брата Александра. То есть, в общем, адресов много. И в один маршрут они, пешеходные экскурсии, никак не укладывались. Тогда, значит, я подумала, что написала 3 маршрута. Думаю, ну что же делать? 3 маршрута-то я написала, а кто же водить-то будет? Я могу только 1. Пришлось сделать школу волонтеров. Значит, мой первый набор — это совершенно 3 замечательных, мне даже язык не поворачивается называть их волонтерами, экскурсоводы, они давно уже профессионалы. И вы знаете, произошла удивительная вещь. Если сначала я их учила, я им подсовывала книги, месяц там проводила обучение, водила их на лекции профессоров, чеховедов, то потом получилось наоборот. Теперь они присылают мне статьи, приносят книги, нашли могилу Николая Александровича Лейкина на Волковском кладбище. Это издатель газеты «Осколка», где начинал Антон Павлович Чехов. Именно Лейкин среди всей огромной писательской братьи разглядел юного Чехова, разглядел талант, на свои деньги привез его в Санкт-Петербург, поселил в своем доме на Марата 48, познакомил со всей литературной богемой. Чехов был потрясен, он писал: меня в Петербурге принимали как шаха персидского. И Чехов был потрясен тем, что мэтры литературы, такие как Григорович, Плещеев, Суворин, Короленко, они его воспринимают как равного мальчика, который называл свои фельетоны мелочишками и безделюшками. Он не относился серьезно, для него это была халтура. И, в общем-то, с этого началось становление. Вот перед Рождеством 85-го он приехал в Петербург, а в апреле уже сотрудничество с всесильным Алексеем Сергеевичем Сувориным в газете «Новое время» вышел рассказ «Панихида». Все, извините, возвращаюсь обратно к методике. Итак, маршрут был сделан. Мы его представили на дне ЧЕ, который прошел летом. Если чеховские дни — это исключительно классическое мероприятие, на котором выступают серьезные ученые, делятся своими знаниями в открытом библиотечном пространстве, то День ЧЕ, это чисто такое, может быть, даже хулиганское мероприятие, то есть это чисто интерактив, квесты, квизбуки, театральные представления, концерты, игры, в общем, все в таком общем варианте. Это вот карта многострадальная. Это вот мои волонтеры, которые ведут как раз в день ЧЕ экскурсии по всему центральному району. Это вот такая выставка на улице была сделана. Как раз карта разложена, наклеена на коробке, и уличная выставка была сделана.
Ну, такие вот транспаранты. Фотозона, назовем это так. Какая-то такая картинка смешная получилась. Ну, это вот перформанс. Там все было перформанс, спектакли, флешмобы, много всего, концерты, кино, монстрация. Это вот уже в этом году прошел День ЧЕ. Мы выпустили газету «Чеховский предвестник». Ну, сувенирка, открыточки, такая вот фотозона, сувенирка. Ну, опять же, вот такой был сделан тоже новый театральный перформанс в этом году. Ну, в общем, резвились, надо сказать. Да, я просто картинки листаю, чтобы... Я понимаю, что вы все это видели, но... В общем, как могли. Это вот не мой фильм с топером. Это мы рисуем комиксы, каллиграфия. В этом году новый набор волонтеров. Вы знаете, это порадовало, пришла молодежь. Вот здесь как раз моя замечательная Ксюша. Причем молодежь пришла с горящими глазами. То есть я думала, что это надо только мне, с моей безумной любовью к Антону Павловичу Чехову, оказалось нет. Ну, что я хочу сказать? Я тут столько умного всего понаписала и все забыла. Вы знаете, я хочу сказать, что сама того не желая, получила, в общем-то, результаты. Во-первых, почти в потьмах наткнулась совершенно на невероятную тему. Чехов в Петербурге. В общем-то, не стремилась к этому. И сейчас очень важно сохранить вот эту память, донести до широких людских масс вот эту информацию о том, как Чехов любил Петербург. Он говорил, что Петербург – это город, с которым у меня связаны прекрасные воспоминания. Он очень много доброго и хорошего писал о Петербурге. Конечно же, это популяризация творчества писателя. Хотим мы этого или не хотим, но мы это делаем. И вы знаете еще, что удивительно? Я когда начала этим заниматься, я вдруг обнаружила, что в Петербурге есть специалисты, которые занимаются Чеховым в Петербурге. Но они, каждый сидит в своем углу и что-то там такое, какую-то свою узкую тему копает. Кто-то сидит в РГСИ, кто-то в университете, кто-то в Пушкинском доме. И они даже не знают о том, что вот есть еще люди, которые этой темой занимаются. И когда я вот так по кругу, вычислив их всех, стала к ним ходить, и они вдруг узнали, посетили наши чеховские дни, послушали мои бредовые разговоры. И, в общем-то, они сейчас как-то сами... Вы знаете, началось движение в городе. Вот именно тут включаю канал «Культура», и сидят чеховеды и говорят, вот, вы знаете, Чехов и в Петербург. Думаю, ну, слава богу, значит, мои эти бредовые развлечения на досуге, все не зря. Но... И я совершенно уверена, что краеведением нужно заниматься в комплексе мероприятий. То есть если бы я сделала что-то одно, ну, например, сделала бы экскурсию и не было бы всего остального, то не было бы такого эффекта. Потому что, знаете, вот краеведение – это дорога без конца. Вот попробуй только на эту дорогу вступить, и тебе будет уже не остановиться. Но именно на этой дороге возможны потрясающие встречи с интересными людьми и совершенно невероятные, подчас неожиданные открытия. Но я хочу сказать, что у меня есть и своя личная этическая цель, для чего я все это делаю. Вы знаете, в городе Санкт-Петербурге нет ни мемориальной доски, ни памятника, ни музея, посвященного Антону Павловичу Чехову. Вот я иногда иду по городу, висят доски геодезистам, врачам, инженерам. Я иду и думаю, наверное, это были очень интересные, достойные люди. Наверное, они сделали что-то много хорошего. Но я в силу своей серости не знаю, кто это. А Чехова знает весь мир. Это самый популярный русский драматург. Он наиболее известен в мире. По количеству киноэкранизаций Чехов делит первое место с Шекспиром. Вот то один, то другой. Чехов входит в десятку самых известных и самых драматургов, которых ставят. То есть
во всем мире, вот где бы он ни проезжал, на станции, там где-то 2 часа, на какой-то железнодорожной станции провел, ему стоит памятник. Где-то там проехал, висит доска. В Таганроге, в театре, куда Чехов мальчиком бегал смотреть и слушать оперетку, на галерке висит мемориальная доска. Здесь сидел Антон Павлович Чехов в таком-то году. У нас в Петербурге, где очень много мест связано с именем Антона Павловича Чехова, причем очень значимых мест. Это и дома Суворина, Лекина, Григоровича, Плещеева, это мастерские Репина, это квартира Чайковского. Вы знаете, это дом Савина, это дом Давыдова Владимира Николаевича. Таких адресов я просто сейчас не буду все перечислять, иначе это все очень долго будет. В конце концов, Александринский театр, где кроме «Чайки», легендарной «Чайки», были еще до того были поставлены и Иванов, и Медведь, и «Предложение», и «Лебединая песнь», и потом продолжали ставить. Надо сказать, что «Чайка» — это вообще совершенно уникальная, легендарная история, что после премьеры было вот буквально там через несколько дней еще 5 спектаклей. И это был абсолютный аншлаг. По количеству проданных билетов «Чайка» перекрыла все остальные постановки в этом году. И в следующем году театр повез «Чайку» на гастроли. И каждый год до 1910 года, у меня просто сейчас нет всей схемы, до 1910 года ежегодно ставился Чехов. «Чайка» была поставлена в нескольких режиссерских постановках. Я вообще хочу сказать, что «Чайка» — это то, что она была... Ведь от «Чайки» отказались все театры и Москвы, и Петербурга. И только то, что Суворин входил в репертуарный комитет Александринского театра, он буквально продавил постановку. И это была действительно... Это было огромное событие в жизни русского театра, потому что в России был театр амплуа. И все драматурги, которые писали свои пьесы, они писали вот на тех конкретных актеров, которые там были. Чехов преломил историю, вот эту историю, и на следующий день началась новая эпоха театра. Короче, я замолкаю, я могу очень долго, я Чехова очень люблю. Я благодарю вас за внимание. Мне было очень интересно на этом семинаре. Я желаю вам всех новых творческих успехов, это действительно так, новых открытий. Спасибо вам огромное. Спасибо. Ну что, коллеги, вопросы? Сейчас. Вот кое-кто садится вот издевательски в самом конце зала. Что ж такое? Ну, я тут еще немножко и работаю. Я понял, что вы очень любите Чехова. А чё ж цвет-то у карты такой траурный? Это мой художник. Это его творческое видение. Оторвите ему руки. Ничего не читается. Слепенькие же мы все. Хорошо. А газета классная. Кстати говоря, я хочу обратить внимание, они же ее выпустили не для праздника, а заранее. И раздавали в метро, а там, между прочим, перепечатали 2 чеховских рассказа. И они, по-моему, очень хорошо, то есть очень хорошо сыграли. Спасибо. Да. Да. Вообще, спасибо огромное, я в полном восхищении. Чудесный проект. Просто вот, ну, спасибо огромное, чудесный проект. Я просто вот, ну, это бальзам на раны моего сердца. Тем более, что это все так перекликается с возвращением Достоевского в Москву, в общем, с нашей резвухой. У меня есть идея общего проекта. Вот, да, у нас есть там мои любимые друзья-соседи из библиотеки культурного центра Чехова, которые отзывчивы. Вот, пожалуйста, всегда, если мы чего-то сделаем такое вместе, и будет восхищение. Ольга Вячеславовна, а думали о каких-то медийных вещах, потому что вот они туда просятся добавить? Денег нет. Так там многие вещи сильно денег не просят. Вот, надо просто посмотреть на это, вот, подумать. Там есть простые совершенно решения. Вот,
потому что это бы только украсило, да? А так вообще, ну, полный восторг. Вот спасибо вам огромное за... Потому что есть и серьезное, и несерьезное, и все это с таким вкусом, тактом. Спасибо. Да. Можно сейчас, Нина Семеновна, дождаться микрофона. Ольга Вячеславовна, как вы смотрите на такой вариант онлайн обмена по скайпу, чтобы ваши волонтеры, экскурсоводы, ваш актив побывали у мемориальной доски у нас в Владивостоке, у памятника Чехова, который поставили. Все на следующий, здесь вот у нас еще Сахалин, если только он не улетел. Есть Сахалин? У них тоже памятник. Вы же сказали, она уже, да, она улетела. Ну понятно. То есть вы же сказали, что вот он уехал на Сахалин, и мы вот так бы могли пройти его маршрутами. И Я бы приехала и у нас к вам. неполные 5 дней, и на следующий год как раз вот юбилей этой поездки. Давайте что-нибудь такое сделаем. Давайте, с удовольствием. Я сама к вам приеду, пройду всеми чеховскими маршрутами. Мы можем снять видео и потом это совместно транслировать. Вот я веду клуб экскурсоводов, они меня попросили, чтобы я с ними позанималась. Экскурсовод потом тоже нам поможете, да? Хорошо, приезжайте к нам, я вас лично проведу по всем адресам Чехова. Адреса есть, будем дружить. Давайте. Спасибо. Мы будем его... Вы знаете, вообще это потрясающая тема. Вот я говорю, что стоит только начать, и информация идет со всех сторон, и уже даже не знаешь, куда от нее деваться, от этой информации. Потому что, например, мне совершенно неожиданно пришла информация о том, что на Староневском жил Александр, когда он работал в Новом Времени, он старался селиться где-то поблизости, в районе Невского. И одно время он жил на Староневском, и, возможно, там родился великий русский режиссер и актер Михаил Александрович Чехов. И мы уже сходили к этому дому, постояли. И я думаю, боже мой, осталось мне... Хотя это же тоже интересно. Он же играл в Суворинский театр, это же БДТ теперешнее. И он же там играл и учился, там была театральная школа. И вообще личность Александра Павловича — это безумно интересно тоже. В общем, цели ясны, задачи определены, за работу, дорогие товарищи. Граждане, так я хочу поддержать Нину Семеновну. А что нам вообще тормозить-то? Чехов ехал на Сахалин через всю страну, да? Давайте сделайте проект «Один день с Чеховым» с экскурсиями, с видеозаписью экскурсий в каждом месте, где он останавливался, да? И сложите вот так. Конечно, не растягивайте на все время, что он ехал, а можно, кстати, и по датам. Можно и по датам. В какой момент он где был, в такой момент Гоя слышали, другие варианты. А это абсолютно свежее. Вот не показала Ольга Вячеславовна открытки. Я Чехова люблю всю жизнь, как голову сносит от этих открыток, от текстов выбранных. А вот скажите, пожалуйста, по-честному, что такое ритуально-перформативный акт по выявлению духа Чехова? Это то, что было на дне Че в этом году. Вот что это было? Так не отделаетесь, рассказывайте. Ой. Нет, я хочу сказать, это был построен такой деревянный образ, дом, Чехов дом, сейчас покажу. Так, а что оно? Что-то оно не пиликает. Пусть ребята попереключают. До избушки докрутите. Вот, избушка. Это вот избушка, но она... Ой, мама, но это не просто избушка, а это образ Чехова. И в течение всего дня... Да, в течение всего дня вот этими ребятами, артистами, разыгрывался перформанс. То есть там были кусочки из его произведений, они читали Чехова, сажали вишневое дерево, там много всего было. Делали, такой был, знаете, еще, вот видите, дерево сажают вишневое, вариант летней усадьбы, то есть там много всего было понакручено, просто я не все фотографии вставила, но вообще было очень интересно. И главное, это все было в течение дня, необычно, но здорово. Ура! А что такое каллиграфия, мастерская каллиграфия? Каллиграфия — это писали чернилами, специальный мастер был у нас, и писали чернилами строки из произведений Чехова. Обалдеть! Слушайте, ура!
И есть еще вопросы к Ольге Вячеславовне? Ребята, вот делайте, как она. А? Не надо, это очень тяжело. Да, надо. Ну, надо. Спасибо огромное. Вот просто ура. Ну, знаете что, наши семинары вообще отличаются тем, что мы абсолютно терпеть не можем пафос, да? Мы такие вот трезвые, черствые до безобразия. Но жизнь берет свое, заставляет нас ритуалы всякие. Ну, вы знаете, да, что у нас есть свой патрон небесный, да? У нас есть, знаете, да? Да вы что, ребята? Иван Сусанин, первый эффективный экскурсовод и краевед на Руси, специалист по экстремальному туризму и обслуживанию иностранных гостей. Это у нас есть. Значит, ну дальше надо продвигаться. У нас там почетные грамоты, это все ерунда. Ну, значит, вот мы в этом году решили, что борьба со склерозом, она моя личная, она вызывает новые традиции. Значит, чтобы никто из нас не забыл вот этот колокольчик случайно опять где-нибудь на диване, в какой-нибудь квартире. Значит, мы сразу облегчаем свою участь и торжественно, знамени у нас нет еще, торжественно передаем этот колокольчик хозяевам следующего семинара в город Петрозаводск и просим выйти для вручения колокольчика. Коробочку вы его поставите сами. Но это же не все. Так, вот проверьте, звенит, не звенит. Значит, Петрозаводск, АУ, слышите? Вот это вам предстоит. Но мы же не можем просто так, мы же зануды. Поэтому мы сейчас еще, Александру Дмитриевичу, мы еще добавим наши темы, которые мы хотим, чтобы у нас там были, да? Прошу думать 5 минут над темами. А пока у нас еще одна церемония китайская, сложная, да? Мы решили, ну, знаете, у нас вообще классный состав всегда, вы видите, да? У нас потрясающий народ собирается, все самые лучшие, самые умные, самые жизнеспособные, да, и стойкие. Но вот на этот раз нам показалось, что есть самый мудрый из нас, самый жизнеспособный, самый стойкий, самый потрясающий участник семинара. Можно. Вот теперь можете добавлять, кто догадался. А вы, коллеги, догадайтесь. Самый активный участник семинара. Самый доброжелательный. Слушайте дальше. За любовь и верность нашему безнадежному делу мы хотим отметить на данном семинаре Нину Семеновну Иванцову. Так. Так, какие темы, это очень серьезно, мы никогда в информационных письмах не пишем просто так от балды формулировки. Какие темы мы хотим, предлагайте темы, мастер-классы, что вам показалось важным, может быть важным и продолжить, а может быть тем, чего сейчас не хватило. Я предупреждала, что будем спрашивать. Давайте. Какие есть идеи? Мне кажется важным, мне вот сегодня так показалось, заняться тем, как прорабатывать проект. То есть вот изнутри
посмотреть на проект, потому что идею-то придумать можно, а вот что дальше делать, как сделать так, чтобы этот проект задышал, заговорил и стал на вас работать, мне кажется, это вот очень современно. Давайте. Да, прошу прощения. Так, а Светлана Михайловна здесь? Ушла? Она не придет? Да, вызвали, хорошо. Дальше тогда. Понятно, проектная деятельность, да? Еще. Вам можно все. Раз уж ну, коллеги, ну помните, я это так вдохновилась этим роялем там с автографом, да? Ну давайте посчитаемся, у кого что. Ну что-то ведь получится. Вот в этом в программке есть мой адрес, Иванцова Нина. Пишите мне, присылайте фото. Присылайте фото, я буду думать, как, ну, в общем, что можно из этого сделать, буду советоваться. И я думаю, что я в Петрозаводск поеду, потому что песня долго будет Карелии сниться, но как же я не поеду туда, чтобы там еще спели мы ее. Ну почему нет, можно. Вот. И тогда-то можно будет показать, что у нас получилось. Но это как бы будет какая-то некая игрушка в нашем арсенале, почему бы нам не попробовать. Зато мы будем знать наши артефакты, которые вот по всей стране все-таки есть они, правда же? Вот, например, в Хабаровске музее есть фрагмент скатерти исторической, за которой Муравьев-Амурский подписывал Айгунский договор. Есть вид этой скатерти. Это же здорово, правда? А? Понятно. Еще. Какие темы? Какие темы еще нужно? Хотите вы услышать или хотите сами развить на семинаре в Петрозаводске? Будем ли мы, например, продолжать тему, связанную с издательской деятельностью? Мастер-класс. Записываем, да? Что еще? Так, сейчас подойду. Можно сидя, если вот, много было вопросов и замечаний по структуре краеведческих сайтов. Вот это вот наполнение и структура. Да? Раз, два выступали. Может быть, какой-то опыт. Вот хороший опыт был по Абрамову. Сказали, да, картинка хорошая, значит, есть какой-то образец. Вот, может быть, собрать тех, кто как образец будет для нас. И вот их опыт. То есть мастер-класс по сайтостроению и по работе с сайтами, да? Так, еще. Да, микрофон. Надежда Михайловна, может быть, какой-то обзор репертуаров местной печати? Очень злободневно. То есть продолжение работы по теме библиография, ретроспективная библиография, репертуары местной печати, да? Годится, принято. Еще. То есть мы сейчас набираем предложения, мы не можем гарантировать, что все предложения войдут. Я думаю, это классическая тема, связана с краеведением и библиографией, она сохраняется, переходит плавно в следующий семинар. Еще я хотел бы на важности краеведческого видеопродукта, видеопроектов на этом сосредоточиться. Это очень важно, потому что люди больше, чем читать, любят смотреть. Это важно. И краеведческий продукт здесь особенно важен. То есть мы продолжаем не текстовые форматы, да, вот видеоформаты. Что еще? Тут были предложения, я слышала, насколько они будут поддержаны, вернуться к правовым аспектам. Мы делали их 3 года почти подряд. В какой-то момент нам показалось, что все уже об этом знают достаточно. Нужно ли возвращаться или нет? Так. Я еще думаю, может быть, мы попробуем, наверное, есть в практике работы, совместные проекты нескольких регионов. Ну, может быть, есть у кого-то. Да, вот у нас, например, Забайкалье всех нас под знамена вызвало, и чтобы мы обсудили, как цесаревич от нас ехал, получив удар саблей по голове в Японии, как он ехал обратно домой, но он же всех нас проехал. И мы все это дело обсуждали, это было здорово. Межрегиональные проекты, да, то есть это туда же, где проектная деятельность. Хорошо записали. Что мы обязательно расскажем коллегам о том, как Чехов приезжал через Екатеринбург. Эта тема уже, да, и сказал, что скверный городишко вообще был, но осталось вот это свидетельство.
Да, а у меня вот теперь серьезный вопрос. Вот прозвучал доклад Евгения Александровича, и многие библиотеки получили оценку своих краеведческих каталогов. Эта тема в дальнейшем актуальна или все получили, все довольны, и у всех все хорошо, и эта тема уже не актуальна в следующем году? Нет, я вот поддерживаю Елену Николаевну, потому что мне кажется, что каталоги – это наша боль невероятная, и эту занозу, с этой занозой надо что-то делать, ее лечить, извлекать из сознания, потому что те, кто работают с каталогами в больших библиотеках, это состояние постоянной травмированности, постоянные беды. Давайте продолжим. Давайте поищем, что еще можно делать на эту тему. А вот нам бы хотелось услышать о проектах, совместных проектах по краеведению и генеалогии. Вот, может быть, библиотеки есть, которые хорошо работают. Вообще говоря, краеведческая генеалогия – это прямо отдельная специальная тема, которую пасет Екатеринбург. Давайте, и тогда уже не в методическом плане, да, а анализ практики, да? Хорошо, еще какие идеи? Сейчас, бегу. Продвижение краеведческих ресурсов и услуг. Хорошо, принято. Еще. Какие еще у нас идеи есть? Сейчас. Ну, а в свете того, что Андрей Викторович, вот эти символы, смыслы, что-то такое надо же пробовать уже, да? А? Да? Я быстро. Это можно как раз вот в проектировании продолжить, потому что, мы просто до этого не дошли. Да? Давать голую технологию проектирования вот без той части, которая была, смысла нет. А вот можно простроить дальше прямо через технологию все это, показать от начала до конца, где там, соответственно, партнеров искать, соответственно, как целеполагание осуществлять, там, как задачи прописывать, как прописывать план реализации. И вот, бюджет тоже там, где искать средства, там по фандрейзингу пройтись и прочее. Но просто это всегда вот, сильно зависит от того, что вы делаете, да, и есть голые проектные презентации, они не сильно хорошо на краеведческом материале работают без вот этой части, которая, собственно, про смыслы, да, потому что у нас иногда вот давайте технологию, а мы-то знаем, что делать. Вот, не факт. Я ровно сегодня об этом пытался. Еще есть ли какие-то идеи? Если забудете, и мы не догадаемся, темы не будет. А мы будем продолжать. Мы будем продолжать тему обработки изображений, листовые материалы. Вот это. Что там? Давайте. И мы будем приглашать специалиста. И просто глубже и да, больше. Давайте тогда. Так, нет, Катя, только в микрофон. Нет, только в микрофон. Мы хотели пригласить коллег из нашей организации «Мир без границ». Будем ли мы такое устраивать? О чем, Катя? Значит, помните, я упоминала о том, что со слепыми мы работаем, библиотеки работают, а с людьми с проблемами слуха не работают. Помните? В этом году сорвалось. Мы хотим повторить попытку? Да? Я думаю, что да, потому что мы с Екатериной Игоревной просто слышали выступление, вот музейщицы, сотрудницы Казанского собора, музея, да, истории религии. Вот после этого мы побежали ее искать, там, хватать за штанину, говорить, что она нам нужна. Потрясающе совершенно, что они делают. И судя по тому, что мы услышали, это очень благодарная аудитория. Это люди, у которых очень большие потребности и которые ничего от нас не получают. Мы думаем, что они... глаза-то есть, вот, а это все не так. Давайте тогда попробуем тоже позвать, да? Это целая большая группа людей, для которых мы можем что-то сделать. Что еще у нас? Есть еще идеи? Мастер-класс по издательской деятельности, а в каком разрезе? Как школа редакторов или как-то по другой аспект?
Да, смотрите, можно попросить Сергея Борисовича, скажем, чтобы он еще раз, да, ну не еще раз, на новом витке, глубже, на основе анализа еще чего-то, да, да, или можно сделать в режиме школы редакторов, да, с практическими еще занятиями, и добавить туда не только некоторые вещи, на которые Сергей Борисович, так сказать, заступал за рамки вопросов верстки, да, уже по существу редактуры. Мы можем попробовать добавить еще вот редактирование, да, аспекты работы с текстами, с библиографией, да, то есть как редактировать. И то, и другое можно? Тогда остается последовать жесткому требованию одной нашей коллеги из Алтайской краевой библиотеки, Веры Сергеевны Олейник, которая очень грозно на меня посмотрев, как-то сказала, что за безобразие, почему 4 дня? Должно быть 5. Да, ну, кто больше? Кто хочет 5? Кто хочет 5? Хорошо, мы исчерпали. Ребят, вы устали, да? Значит, давайте делаем так. Любые идеи принимаются в течение ближайших 2 недель. Потом мы начнем писать письмо. Да. Еще это, да? Ну, давайте. Коллеги Чебоксары, придет Светлана Михайловна? Мы бы хотели ее на 5 минут увидеть. За ней пошли? Да? Хорошо. Ну хорошо, ладно. Да. Специально зайдем? Хорошо. Ладно, договорились. Но сейчас тут вот Нина Семеновна, вот не зря же награда. Кто? Из чебоксарских? Вот Галина Павловна сидит. Тут просто Галина Павловна, Галина Павловна, Нина Семеновна, которая нас укоряет в том, что семинары наши неполноценные, сейчас покажет, что мы упускаем. Уважаемые коллеги, вот кто вчера активно мы сейчас можем запустить на 5-м этаже. Вы, пожалуйста, опять микрофон, опять на всю страну, что ли? Это уже как бы вообще. Давайте выключать. Трансляцию мы сейчас прекратим. Всем привет, страна, всем привет. Отдыхайте.